чтобы найти тебя снова тут. Пальцы твои, как год назад, но рядом ноги уже не мои. Топчет знакомый мне грудь, ты же был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим, лишь моим. Вилла-Лобос играет для вас, а я слезы еле держу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Ночью уснуть не могу никак. И пришла я на техно, чтобы найти тебя снова тут. Пальцы твои, как год назад, но рядом ноги уже не твои. Топчет со мною круг, ты же был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим, лишь моим. Вилла-Лобос играет для вас, а я слезы еле держу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Мне кажется, здесь аплодирую я. Все те, кто присоединился к нашей онлайн-трансляции, все те, кто находится в актовом зале Башкирского государственного педагогического университета. Ребят, вы же здесь есть, давайте поаплодируем. Группа Light Again. Привет, привет всем студентам, всем преподавателям моего любимого, самого классного, самого лучшего Башкирского государственного педагогического университета. 25 января. Супер классный студенческий праздник. День студента мы отмечаем сегодня, пусть и в необычном формате, но тем не менее праздничное настроение мы вам постараемся передать, даже если вы смотрите эту трансляцию через ваши гаджеты, если вы куда-то идете, если вы сидите в общежитии, дома, где бы вы ни были. Наши воздушные поцелуи, наши пламенные приветы, пожелания самого классного дня, отличного настроения в нашей компании, все это отправляется к вам. День студента, ура, с праздником! Этот день, конечно же, мы просто не могли не начать с главного человека, с вуза. Повторюсь, мне кажется, я буду миллион тысяч раз говорить, моего любимого вуза. С огромным удовольствием приглашаем к нам в Акмулинский квартирник председателя Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректора Башкирского государственного педагогического университета Салавата Талгатовича Сагитова. У-ху! Такой уверенной, классной походкой идет лучший ректор лучшего вуза Салават Талгатович. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста, этот микрофон ваш. Как настроение ваш, Салават Талгатович? Почти праздничное. Почему почти? Благодаря вам почти праздничное. Не было бы квартирника, оно было бы грустным. Потому что, наверное, первый год, когда не только в нашем университете, а вообще День студента не празднуется на площади имени Акмулы или не празднуется студентами. А ведь это была многолетняя традиция. Я помню ее со своих студенческих лет. Это было классно. Это было здорово. Это на самом деле... Вообще студенты же не понимают, что студенческая жизнь самый лучший этап в жизни человека. 100%. Это осознание приходит потом. И они не понимают, что действительно 25 января это здорово. Но всему свое время, когда ты оглядываешься назад, ты понимаешь, что действительно
Супер время, классные одногруппники, великолепные вузы, великолепная вообще атмосфера. И с ностальгией вспоминаешь об этом. Ой, согласна с вами, тоже обожаю 5 лет своих студенческих в стенах педагогического университета. Это было, мне кажется, лучшее время вот на сегодняшний день. А вы, кстати, какой вуз закончили? Я, слава богу, работаю в лучшем социально-гуманитарном университете педагогическом, а закончил лучший технический вуз Уфы, Республики, авиационный университет. Какая-нибудь классная история, 100% есть у вас в Конечно, запасе. есть. Но прежде, кстати, ну вот сегодня же День студента, в общем, ну, Поздравить, наверное, надо. Сейчас мы поздравим, да. Я почему-то решила, что я могу задавать любые вопросы, Слава Толкач. Имеете право, Спасибо как вам. бывший студент. Спасибо А я большое. имею право, как бывший студент, не отвечать на них. Я надеюсь, что вы все-таки искренне ответите. А как вы учились? Тяжело. Да нет, конечно, легко. Красный диплом? И сине-красный. Ни одной четверки. Серьезно? Ну, бывает и такое. Ну, бывает, конечно, не просто в техническом вузе красный диплом, мне кажется. Я это учился в нужно быть техническом суперумным. вузе, но по гуманитарной специальности. Какая? Государственное муниципальное управление. Ну, Я учился на чиновника и 20 лет им отработал, да. А пропускали пары? Ну, хотя нет, наверное, студент, который закончил вуз с красным дипломом. Конечно, пропускал. А, Что, я не студент, что ли? Уху, вот это классно. Конечно, пропускал. Пропускали каких-то вот особенно скучных преподавателей или по каким-то причинам? А вот это я не помню. По-разному, наверное, Ну, по бывало. уважительным причинам у всех Неуважительные, бывает. да, Ладно, болели, еще что-то, или там куда-то уезжал. Но бывало и так, а как? А бывало такое, что спали на задних партах? Ну, у всех, мне кажется, студентов такое бывает. Да, на первом курсе лекциях. особенно, да. На первом курсе, да, друзья. Ну, кто-то на пятом курсе, значит, У кого когда приходят, да. Да-да-да, считает, что может себе это позволить. Я на пятом курсе уже работал, поэтому не мог спать. А вы совмещали студенчество и работу? Да, так получилось. И работа не мешала вам Да нет, там уже хорошо был учиться? второй семестр только. Я в январе начал работу в администрации города, а диплом уже был практически готов, поэтому в воскресенье у меня было, чтобы его допиливать. Слушайте, вот это супер. То есть вы поддерживаете тех студентов, Ну, раз сам которые, такой, конечно, да, поддерживаю. которые считают, что ну вот учеба учебы, но пойду еще и поработаю. Совмещать можно. Если ты можешь, если это не вредит учебе или работе, Мгм. то можно. Хорошо. Ну тогда совет от ректора. Понятно, что знания важны. Они на первом месте для того, чтобы в дипломе были четверки, пятерки. Но есть ли какой-то универсальный подход к преподавателям? Вот вы сейчас уже с высоты вашего полета можете ли сказать студентам, что им делать, чтобы преподаватель в них влюбился и закрывал глаза там, на пропуски, допустим, на незнание чего-то? Что нужно делать студентам? Учиться, И все? и все. И любить предмет, и тогда будет все хорошо. Ну, невозможно, если ты не знаешь предмет и не любишь его. Во-первых, учиться невозможно хорошо. А во-вторых, и преподаватель будет. Ведь мы же все хотим, чтобы к нам относились хорошо. Вот вы задаете вопрос, что в переводе на русский язык, что нужно сделать, чтобы к тебе относились хорошо, правильно? Относись к другому исключительно так же, как хочешь относиться к тебе. Золотые Ходи на слова. занятия и учи. Хотя бы чуть-чуть, постарайся вникнуть. Я не прошу зубрить, нет, вообще не люблю. Ни сам не был зубрил и не люблю тех, кто зубрит. А вот если ты учишь, если ты способен мыслить, все, это молодец. Спасибо. Это, кстати, важные золотые слова, Слава Толкач. Ну вот теперь я думаю, что мы с вами поздравим всех тех, кто смотрит нашу онлайн-трансляцию. Дорогие наши студенты, я уже не раз об этом говорил, но правда очень грустно ходить по нашему университету. Вот уже скоро будет год, календарный год, когда кроме ректората, по сути, никого здесь нет. Даже преподаватели мы стараемся сюда минимум выводить. Ходим в масках, общаемся, даже перестали здороваться за руки как-то, и это ушло из нашей жизни. Но, видимо, зачем-то это все нужно. Так вот, на самом деле, но самое грустное, это то, что вас здесь нет. То, что нет столпотворения студентов в коридорах, в аудиториях, в библиотеке, в столовой, на площади нашей. То, что нет вот этого гомона, то, что нет жалоб со стороны преподавателя, что кто-то опаздывает на занятия. Сейчас даже если вы опаздываете, это не так заметно. Вы шумно не заходите в аудиторию, вы тихонечко подключаетесь просто, и все.
Вот, но без вас жизнь здесь очень скучная, и опять-таки не только вы очень мечтаете вернуться обратно сюда, но больше и мы, и наш профессорско-преподавательский корпус об этом тоже мечтает. Потому что интернет интернетом, гигабайты гигабайтами, но душу мы сможем передать только вот так в очном формате. Я поздравляю вас с прекрасным праздником, с Днем студента. У кого-то это первый день студента, мы действительно всегда организовывали на площади, вот здесь у Акмуллы, для первокурсников основное мероприятие. Кому-то везло. Давайте пусть повезет и сегодня. Кто угадает продолжение моей истории, тому я как ректор обещаю, ну, как минимум, зачет по какой-нибудь дисциплине автоматом, если вы это угадаете. Ну, принято на Татьянин день дарить такие подарки. Это всегда было, что зачет или экзамен автоматом. Так вот, действительно, на площади всегда были празднества, и в педуниверситете был лучший Татьянин день. И сегодня я уверен, что среди и педвузов страны, и среди вузов республики у нас вот лучший формат, который придумали как нынешние студенты, так и выпускники, бывшие студенты нашего университета. Так вот, поздравляю вас с этим праздником. Первое пожелание: берегите себя, берегите своих родителей, берегите своих близких, соблюдайте все, что положено, маски и так далее, и так далее. Это правда важно. Чем точнее вы будете соблюдать, тем раньше мы встретимся здесь, у нас, уже вот и в этом зале, и в аудиториях, во всех наших корпусах. Мы все соскучились, мы подготовили несколько, надеюсь, приятных для вас сюрпризов. Так вот, берегите себя и цените каждое мгновение, не только студенческое, а в принципе жизни. А студенческий, еще раз говорю, вы просто не понимаете, как вам сейчас кайфово. Когда вы начнете работать, дай бог, чтобы вы наслаждались и работой своей, и вообще жизнью наслаждались по максимуму. Но студенчество — это особая пора, и передать словами невозможно, как это классно. Это просто надо, еще раз говорю, чтобы это понять, нужно закончить обучение и начать работать. И тогда вы поймете, как же было здорово. Присоединяюсь ко всем вышесказанным словам. Слава Талгатович, вы уже успели сказать про подарки, в том числе один подарок от вас. Я хочу подчеркнуть, это зачет автоматом одному из победителей. Первому, да, мало ли, вдруг кто там еще догадается, что произошло. Да. Вот, собственно, огромное количество конкурсов у нас проходит в группе ВКонтакте департамента, сейчас я найду, как это правильно называется, Департамента по воспитательной работе и молодежной политике. И вот, конкурс от Салавата Талгатовича. Сейчас будет история. Слушайте ее, пожалуйста, очень и очень внимательно. На концовку я пока не рассказываю. Да, это будет конкурс из серии «Что было дальше?». Слушайте, потом будем фантазировать. Ну, действительно, много приходит на ум истории студенческой жизни, и веселых, и радостных, и не очень, всякое бывало. И зачеты автоматом не получали, и переживали перед экзаменами. Ну, форточку халяву никогда не ловил. Ну, вот одна история. Опять-таки, я уже говорил, что я учился в авиационном университете и завершил его успешно. И у нас и сейчас, кстати, в авиационном, это единственный вуз, где есть военная кафедра. И я тоже проходил, так скажем, учебу на военной кафедре, лейтенант запаса, кроме всего прочего, техник самолета. Так вот, после 2 лет обучения, после 4-го курса, раньше мы учились по 5 лет, после 4-го курса были так называемые сборы. Это были 90-е годы, тогда не так было хорошо с деньгами, ну, тяжело вообще было. И если до этого времени, в советское время, сборы проходили не в Уфе, не в республике, а действительно в какой-то военной части, и сейчас так проходит, то тогда проходили сборы здесь, в Уфе. Практическая часть была, вот, так называлась, газовка, многие этого не знают, но вот там уже сейчас стоят дома, когда едешь в микрорайон Южный, с правой стороны, улица Некрасова, там стояли самолеты, МиГ-21 БИС, вертолеты, мы их разбирали, собирали и так далее, и так далее. Но не заводили не мы, по названию газовка, потому что шумело вот это все. А вторая часть была, это уже стрельбы. Стрелять мы ездили на полигон, который находится за Булгакова. Так вот, у нас был майор, крупный такой, серьезный майор, и он предупредил: ребята, ну, техника безопасности при стрельбе, это да вообще везде техника безопасности важна. И он предупредил, то есть все объяснил, как стрелять. Будут стрельбы из автомата и будут стрельбы из пистолета. Ну, сразу скажу, из пистолета у меня получилось лучше. Там ближе, там 25 метров, я выбил из 30 26 баллов. Из автомата, ну, как, то ли мишень не видел, то ли что, но там 21, по-моему, если был, то был. Ну, так вот, и он сказал, когда вы, ну, с автомата лежа стрельбы идут, когда вы ляжете, примите положение, вам раздадут оружие, а сзади буду стоять я с хворостинкой. Ну, хорошо, мы все поняли, приехали на стрельбы, он уже стоял с хворостинкой,
А хворостинкой был не что иное, как черенок лопаты. И я предлагаю нашим слушателям, нашим студентам, и нынешним, и бывшим, особенно нынешним, сказать, а что же произошло дальше? Что было дальше? Слушайте, мне тоже безумно любопытно. Оригинальную версию мы увидим, услышим от вас уже в конце нашего эфира. Эфир у нас долгий, классный, веселый, праздничный. Подарки 100% крутые. Но я повторюсь, одно то, что зачет автоматом, это дорогого стоит. В мои студенческие годы никто такой халявы не представлял. Ну, у нас и в прошлом году. У нас в прошлом году... Там, ну, Татьянин же день, там да. Татьянам везло. То есть там смотрели, сколько Татьян, в шапочку кидали всех Татьян, и фамилии, и по факультетам отдельно, и там уже деканы распределили. Там в каждом факультете в прошлом году получали, но в этом году только один, вот, или одна кто-то получит. Ну, это в любом случае супер круто. Но учиться все равно надо, да. Ну, как без этого? Конечно. Ректор сказал, конечно, учиться надо. Все учимся, пишем в группу ВКонтакте Департамента по воспитательной работе и молодежной политике продолжение этой истории, оригинальную версию. Ну, вдруг кто-то угадает, да, как это было на самом деле. Или супер интересный ваш вариант. В любом случае, победителя мы выберем. Вам еще достанется сувенирная продукция любимого вуза. Много всего классного, полезного. Слава Талгатович, спасибо вам огромное. Я знаю, что вы сейчас идете открывать выставку, да? У нас вот наряду с квартирником сегодня еще студенты худграфа организовали в соседнем здании, в одном из корпусов библиотеки ВЛИДИ, выставку своих работ. С удовольствием направляюсь туда, еще раз почествовать тех, кто этого заслуживает. А всех с праздником, ребят, и ждем вас здесь. Мы соскучились, реально. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Вас тоже с праздником всех студентов, весь профессорско-преподавательский состав. В вашу честь, Слава Талгатович, и в вашу честь группа Light Again, музыкальное настроение, оно, конечно же, сегодня приветствуется. Поехали. Спасибо, до свидания. До нее никогда никого в этом городе, как казино. Тут обилие шика, поезд ошибок, он ставит все на зеро. Она ярче, чем все, кого знал. Ее имя у всех на устах. Она пахнет свободой, как девушка Бонда. Гулял ветер по его глаза, это сон. Далеко нет, ее любовь это миг. Но как повторить его глаза, это свет. Далеко нет, ее любовь это миг. Но как повторить? I was broken alone, I was sure you were right. I will never stop crying, and I can't breathe anymore. I was broken alone, I was sure you were right. I will never stop crying, and I can't breathe anymore. Говорили, что в Беверли-Хиллз начинается новая жизнь. В этом мире с иголки ей некомфортно, но они как-то нашли. Ему ближе остаться в тени, ведь от всех он ее сувенир. Но ей так параллельно то, во что верит, и не узнать, что внутри. Его глаза это свет, далеко нет, ее любовь это миг. Но как повторить? Его глаза это свет, далеко нет, ее любовь это миг. Но как повторить? I was broken alone, I was sure you were right. I will never stop crying, and I can't breathe anymore. I was broken alone, I was sure you were right. I will never stop crying, and I can't breathe.
Напоминаю, это онлайн-трансляция, это квартирник в Акмулинском, это 25 января, День российского студенчества, с которым мы поздравляем всех тех, кто смотрит нашу супер классную праздничную трансляцию. Мы искренне верим, что настроение праздника, оно передается вам через экраны ваших гаджетов, смартфонов, компьютеров, где бы вы ни были. Наши воздушные поцелуи летят к вам. Группа Light Again, которая сегодня весь день вместе с нами. Одна из самых популярных групп столицы Республики Башкортостан. Кавер-группа. Они такие входят в топ-5-10. Я не знаю, сейчас они сами скажут, в топ какой. И классный факт. Вообще, сегодня на сцене огромное количество выпускников педагогического вуза. Рустам Хакимов, солист группы Light Again, закончил БГПУ имени Акмулы. Рустам, ну привет. Привет, привет. Я просто думала, ты будешь петь с нами с самого начала, стоять на сцене. Ты что, сидел там скромно в зале? Ты не поешь уже? Слушай, ну скоро и это случится уже. Я тоже запою на этой сцене. Ты знаешь, сейчас говоришь, что студент БГПУ Рустам Хакимов. И как-то резко, вот вся моя жизнь после университета, которая была, она резко вычеркнулась, и опять здесь почему-то... Слушай, это так классно и приятно, да? Да. Вот я прям плакать хочу. Я сижу здесь, у меня слезы радости, мне кажется, накатываются. Это так круто. Студенческие годы наши, они были просто невероятными. Это точно. А ты ведь тоже пел на всех осенях студенческих, веснах, Да, за но... свой факультет. Кстати, ты закончил физмат. Физмат, да, Мы сейчас физмат. передаем привет физмату. Физмату привет, да. Всему. Я закончил физмат и пел, но пел не по своей инициативе. Меня, честно сказать, староста заставил на первой осени спеть. Серьезно? Да. Он где-то услышал, что я хорошо пою, и вот он сказал. А потом, как это, знаешь, как бывает в знаменитом фильме, на следующий день после студосени я проснулся знаменитым. Да. Ты, подожди, если бы тебя староста не заставил или заставила это сделать, Заставил. он, да? Да, он. Ну конечно, как ослушаться, если староста еще и он, то ты что, все 5 лет только бы учился? Это же скучно. Ну, скорее всего, я бы точно играл в КВН, но что касается пения, может быть, и не решился. Можно сказать, вообще, в принципе, мой староста решил мой путь в тот момент. То есть ты играл в КВН, ты пел на всех осенних, веснах, ну и по-честному скажи, ты пары не пропускал, посещал, закончил вуз нормально, хорошо, выпустили тебя, Лиля, спасибо. о чем ты? По-разному бывало это как бы. Такое. Ну, бывало, ходили, бывало, не ходили. Главное, закончили. Здесь такой момент. Единственное, у меня из истории был момент, когда я почему-то забыл день, когда вручали дипломы. Это самый главный день в жизни любого студента. Это самый главный день. Я причем приехал на машине в какой-то толстовке, там что-то, смотрю, мои одногруппники в костюмах, красивые все. Я думаю, а что происходит, собственно? Я выхожу из машины, они видят меня, ну вот, как это объяснить? Я даже сейчас, ну, как бы намного лучше выгляжу, чем тогда. Вот, они очень долго смеялись, но в любом случае я зашел и вот в этих, как говорится, тряпках получил диплом. Такая история. Получи, Рустик Хакимов, только уходи. Уходи, не позорься. Да. Слушай, любопытный момент. Ты приехал на машине? Не Нет, каждый студент педвуза мог себе, может, до сих пор себе позволить машину. Нет, меня привезли. То есть, да, ну меня все, потому что я испугалась, господи. Честно скажу, вообще проезжал мимо. Вот я же не готов был к этой истории. Все. Ты слышал историю Салавата Талгатовича? Да. Ты можешь предложить свою версию, продолжение его истории? Ой, нет, я не буду рисковать, потому что как только все... Ты уже закончил вуз, какой рисковать? Тебе не страшно уже? Ну нет, я, наверное, дам это право все-таки студентам. Или бац, я сейчас правильно отвечу, и все. И мне придется зачет ставить автоматом. Понимаешь, какой зачет, непонятно. В какой зачетке тоже. Я напомню, что в группе ВКонтакте Департамента по воспитательной работе выложен пост, в том числе и с версией, то есть с вариантом предложить историю Салавата Талгатовича Сагитова. Подарки супер крутые, в том числе и зачет автоматом по любому предмету от ректора. А у тебя есть еще какая-нибудь классная история в запасе? Все-таки 5 лет студенчества. Да, это же не то, что вот сейчас 4 года учатся. Да, мы 5 лет. Я попробую очень кратко рассказать, очень интересная история. Давай. Как только появились наушники невидимые, которые засовывали мы в ухо, Hands-free? помнишь, да, Лиль? Да, Hands-free, hands-free, да, ага. которые телефоны-то плохие были, но вроде как могли Но еще. я не могла себе позволить hands-free.
Ну, кто-то мог. В общем, это очень маленькая Везет штучка тебе. была, да. Девчонки все быстренько сдали с этой штучкой, а мы как-то, пацаны, все не успели. И в итоге мы пришли сдавать, опять же, с этой штукой, а принимал преподаватель с авиационного университета. Вот. И мой друг сидел в столовой и диктовал мне. Но я ничего не слышал, потому что у меня телефон плохой был. Я говорил: Коля, не слышу. И Коля очень громко диктовал. И в этот момент коллега преподавателя сидел там, узнал предмет, который кричат на всю столовую. Пришел в аудиторию, позвал преподавателя нашего, который принимал экзамен, и сказал, что там в столовой твой билет диктуют. Они пошли вместе с преподавателем, поймали Колю, посмотрели билет, там билет был 48-й, возвращаются и говорят: так, у кого 48-й билет? Встает мой одногруппник Айдар Гумеров, встает, говорит: у меня. Пошел вон отсюда. Его выгоняют. А почему Коля читал 48-й билет? Потому что не только его было не слышно, но и меня было не слышно. Я ему сказал 45-й, он услышал 48-й. И вот так вот Айдар, собственно, и не получил в тот день зачет. Глупость смешная, конечно. Айдар с тобой общается? Ну, конечно, конечно. Ты сдал Я ему, экзамен? кстати, не сразу сказал про эту историю, я немножко До боялся. встречи одногруппников спустя 10 лет ты поделился этой историей. С фингалом так на фотографии. Ты сдал экзамен тогда? Нет, еще 2 раза мы сдавали. Нормально. Мы все сдавали там еще долго, да. Это нормальное явление. Рустик Хакимов, группа Light Again, которых мы еще услышим. Спасибо, что сегодня вы вместе с нами. Я же еще раз скажу, что переходя в группу ВКонтакте Департамента по воспитательной работе, вы принимаете участие во всевозможных конкурсах, выигрываете за это подарки. Ну вот, например, спонсоры, их, кстати, тоже много, спонсоров сегодняшнего дня. Мы благодарим Шахту Бургера, которые знают настоящий толк в бургерах и всегда рады вас видеть. Воркшоп «Заман», который позволит вам почувствовать себя настоящими художниками, ремесленниками и интересно провести время в творческой мастерской. Также наш спонсор сегодня — клуб виртуальной реальности. Забыла спросить перед эфиром, как правильно читаются эти 3 буквы АВР. Ну да ладно. Клуб виртуальной реальности, который позволит побывать в космосе, может быть, взобраться на Эверест, ну или перевоплотиться в Человека-паука. Вы сами выберете, если выиграете сертификат именно туда. Это только часть спонсоров. Их много, подарков еще больше, поэтому участвуйте в наших конкурсах, но не забывайте возвращаться к нашей онлайн-трансляции. Сейчас будет твориться нечто на сцене актового зала Башкирского государственного педагогического университета. Это турнир, который мы организовали между студентами и преподавательским составом нашего университета. Они сейчас будут биться за победу, за призы в том числе, ну и вообще за звание лучшего. Кто лучше, преподаватели или студенты? Кстати, отправляйте в комментариях свои версии, голосуйте за тех, кто вам более симпатичен. Ну а пока я приглашаю команды на сцену. Ой, можно здесь тоже что-нибудь такое сыграть, а команды уже выходят такие вот, под биточек какой-нибудь. Что-нибудь, поехали. Ха-ха-ха. Тишина, не люблю тишину! Почему самый старший вышел круче? Давайте еще раз уйдем и выйдем по-человечьи, ребята. Обратите внимание на старшего, как он двигается, кто вас задает темп. Очень круто был, давайте еще разочек, да, просто мне не понравилось. Поехали. Команды на сцену. У-ху! Вот! Вот! Всем привет! Ребят, спасибо, вы классные. Прям мне очень понравилось, особенно вы, простите. Я тренировался. Это чувствуется, это прям чувствуется. Вам аплодируют те, кто смотрит нашу трансляцию. Все, кто сидят в нашем зале, давайте поаплодируем этим смельчакам. Смельчакам, которые будут сейчас бороться за победу. Ну, здесь даже не столько победа, сколько вот звание того, что, то есть знать то, что вы лучше. Кто лучше, студенты или преподаватели, покажет буквально 5 конкурсных этапов. К этому вы точно не готовились. Нет, вы не знаете, что ждет вас впереди. Я тоже плохо понимаю, что ждет вас впереди, но мы сейчас будем пытаться разобраться вместе. Пока представлю вам начальник управления научной работы, доцент, кандидат исторических наук Евгений Соболев.
Евгений, просто вы поразили меня. Если я буду иметь возможность проголосовать за одну из команд, я проголосую за вас лично. Спасибо. Начальник отдела воспитания молодежи, руководитель волонтерского центра педагогического университета Лиана Кожевникова и преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы Института физической культуры и здоровья человека. Здоровья человека. Кристина Иксанова. Кристина, и вам привет. Лян, привет. Это у нас команда преподавателей, да? Что-то вы молодые. А постарше не было никого? Почему вам доверили вообще защищать честь преподавателей? 65 плюс же. Дома сидят. Да. Все, поняла, да, спасибо. Команда студентов, студентка 2-го курса Института филологического образования и межкультурных коммуникаций Есения Кузнецова. Привет, Есения. Всем привет. Ой, я, кстати, филфак закончила. Тоже, может, скажу, да, об этом? Я еще Лучшие люди заканчивают этот факультет. Я обожаю всем везде говорить, что вообще закончил. Студент 2-го курса Института педагогики Максим Белик. Макс, привет, тебе тоже. И студентка 5-го курса Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования Ирина Галиева. Ириночка, и тебе привет. Самая старая здесь. Ну, вместе с Среди Евгением, студентов. считай. Да, мы в один Идеальная год пара, учились. Евгений и Ирина. Так можно говорить? У нас Время есть, показать кольцо. Ну ладно, я закончила вуз, как бы мне уже не страшно. Я говорю все, что хочу, а вы думайте сами, что можно говорить, а что нельзя. Давайте просто название. У вас команда студент, команда преподавателей. Ну, название придумайте себе, пожалуйста, чтобы я вас называла как-нибудь. Как-нибудь. Интересно. Студики, я слышу. Что? Как? Солнышки. Вот чувствуется вожатское прошлое у кого-то. Солнышки. Ну, давайте. До 3 считаю. 1, 2, 3. Акмулинц. Итак, команда преподавателей Акмулинцы. Очень оригинально. Вообще просто мне безумно нравится. Все, Евгений, спасибо. Акмулинцы, пишу себе. И команда студентов. Умник и умницы. Умник и умницы. Так длинно говорить, Еще конечно. оригинальнее. Умник и умницы. Ну ладно, я по ходу вас как-нибудь сокращу. Акмулинцы, умник и умницы сегодня соревнуются между собой. Знаете, что я вам сейчас предложу сделать? Вот просто одного члена вашей команды направить ко мне. И вы будете все чередоваться. Умник. Прекрасно. Евгений. Сегодня можно Татьяна. Так-то меня Евгений зовут. Но сегодня Татьянин день, можно Татьяна. Серьезно? Чего мы еще про вас не знаем? Но в целом, да, я Евгений. Чаще всего меня Но знают. сегодня Татьяна. Прости, подожди, не перебивай. Ага. Ну, я работаю Где? здесь. Здесь, иногда в том корпусе, иногда в этом. Но чаще всего здесь. Вам нравится работать? Да, да. Это достойный вуз, достойный преподавательский состав, хорошие студенты. Мне кажется, вам просто однажды не дали высказаться на каком-то профессорско-преподавательском собрании, и вы решили это сделать. Да, все, молчу. Мне безумно нравится, что вы говорите, потому что вы — это настроение, судя по всему. Спасибо. Классно. Спасибо. Макс, тебе есть что сказать? Красивая Татьяна у нас сегодня. Действительно так. И у нас первый конкурс для вас. Разминка он называется. Вот эти вот кнопочки, девчонки, вы тоже слушайте, пожалуйста, потому что у нас участники меняются периодически. Сейчас 2 задания для вас, вы ушли, пришли следующие участники, тоже пытаются отгадать. Значит, первый конкурс – разминка. На экране появляются слова. Они еще не появляются, Евгений. Пока просто слушайте меня внимательно. Появляются слова. Если вы видите это слово и вспоминаете песню какую-то, строчку из песни, в которой есть это слово, вы срочно нажимаете на эту кнопку, нажмите и поете. Ну вот прям поете. Потому что вот так вот просто говорить, это скучно. Это не по-студенчески. Прямо Хорошо. надо пропеть. А если рэп? Это зачитать рэп. Все.
Собственно, вам все понятно. Давайте проверим вашу скорость. Кто правильно ответит на этот вопрос из вас? Как меня зовут? Лилия. О, спасибо большое. Ты чё? Ты чего? Я запомню, все, запомнил. В Лилия. смысле? Лилия. А ты не знал? Я забыл, честно. Евгений! Да. Все правильно, да. Ну спасибо. все, нашу команду теперь не любят, простите. Нет, подождите. Правильные ответы считают специально, хотел сказать специально обученные люди, нет, красивые девчонки, мне Маш, классные девчонки, они считают количество правильных ответов, которые зарабатывает ваша команда. Команда Акмулинцы или умники и умницы. Поэтому вам нужно ускоряться. Умник и умницы. Да, прости, спасибо. Но ты вот не знаешь, как меня зовут, я не знаю, как называется ваша команда. Все нормально, мы квиты. 1-1. В общем, все готовы, это будет весело, 100%. И у нас, вон телевизор, Евгений, не смотрите в пол. Первое слово. Музыка нас связала. Я аплодирую вам. Первое слово музыка и первый правильный ответ от команды Акмулинцы. Макс. Мы одновременно нажали, но я уступил. Я слышала, я прям слышала, что здесь Доля секунды. доли секунд Да, были ладно. быстрее. Все правильно, все хорошо. Он просто портье ждет. Нажал, пришел. Как вы глубоко мыслите. Следующее слово. Макс. Валерия, какие часики. Девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом маленькие часики смеются тик-так. Все правильно. 1-1, скоро я собьюсь со счета, но тем не менее все верно. А вы там стараетесь вообще не подсказывать, как бы? Или я сейчас отправлю преподавателей поближе к Евгению, чтобы они тоже приняли участие в этом конкурсе? Ну так, по-тихому, шепотом можно, чтобы я не слышала только? Ну и еще по одному, то есть одно слово для вас. Дождь звонкой пеленой наполнил небо, майский дождь. Это просто нечто. Я не хочу вас отправлять на диван. Да, это было слово «дождь», но тем не менее вы должны поменяться. Кого-то из девчонок от каждой команды отправляете. Так, Лиана, Есения. Вы механику поняли. Следующее слово, поехали. Жил-да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Браво. Ну, а дальше я не помню. Супер. Почему так жесток снег оставляет свои следы? Дальше тоже не помню. Так, подождите, там реально, почему так жесток снег, да? Да. Она, по-моему, сочиняет песни сама. Филипп Киркоров Вы просто написал. знаем, что вы слушаете Шевчука, судя по всему, да? Все, Лян, ты чё, ты с нами? Это конкурс. Сейчас ты выступаешь за команду акмулинцев, команду преподавателей. Я поняла, но я просто хотела, чтобы у нас такой сильный игрок в команде, Я бы понимаешь? тоже так сказала, если бы не знала песен. Следующее слово. Та была улыбка, похожа на рай, аромат волос напоминал счастье. Да я тебя обниму. Будущая ведущая КХЛ ТВ. Молодец. Нет, ну ты еще выйдешь, постоишь. Давайте мы, следующих участников приглашаем. У нас еще много слов. Проверьте, они вообще работают, нет? Работают, конечно. Все, Ирина, Кристина. Ненавижу. Туда смотрим, зрение хорошее? Да, отлично. Меня слышно? Да? Слышно всех. Поехали, следующее слово. Я не знаю. Подождите. Слово «час». Это просто реакция. Час. Раз. Поздний час. Поздний час. Поздний час. Домлёй поздний час. Поздний час. Просто ты очень понравилась мальчишкам. Поздний спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Со спины особенно, да? Чем что я говорю? Успокойте меня. Все хорошо, не расстраивайся. Еще одно слово. Бывает. Следующее слово. Цветок. Незабудка, мой любимый цветок. Что-то там дальше. Достаточно Незабудка, того, это что ты цветок. спела. Незабудка, мой любимый цветок. Еще одно слово. А я сяду в кабриолет И уеду куда-нибудь. Прекрасно. Очень, очень Мне сильно. даже
Прерывать не хотелось, но я бы вас тоже не отправлял. Просто безумно хочется, чтобы вот здесь Евгений постоял снова. Евгений! Вернитесь, пожалуйста, Макс, идем. У нас есть еще слова, сейчас я гляну. Так, не подглядывайте никто, все, да, есть слова. Это для вас. Поехали. Танцы, танцы, только танцы, только танцы. Это The Hatters, ребята, нет, это такая есть песня. Точно? Кто-нибудь знает? Точно, есть, поверьте мне. Молодежь, вон, Студенты, которые смотрят и мой поток, они точно знают. А Спасибо. я могу подлиннее спеть. Ну, давайте, да. А вы одновременно, Танцы кстати. вдвоем, странные танцы. Раз тема про танцы, танцы под фонарем. Музыка так орет, скорость спать не дает. Евгений. Сдаюсь. А парни пусть постоят в сторонке. Слушайте, мне просто очень интересно, а весело всем или тем, кто только в актовом зале сейчас сидит? Девочка, танцуй, Да ладно, та-да-та-да-та. ты уже победил. А, да? Все, Да. спасибо. Добивает он, добивает. Я просто, знаете, напишите, пожалуйста, комментарий под этой трансляцией. Это же возможно, да? Скажите комментарий. Как вам то, что происходит здесь? Как вам это сумасшествие? Вообще понимаете, что здесь происходит? Или только мы наслаждаемся всем происходящим? Это квартирник в Акмулинском. Сегодня день студента, и мы вот отмечаем его в онлайн-формате. Еще по одному слову для вас. Синий-синий иней. Лег на провода. Я считаю Небе каждому балл. темно-синим, Мы одновременно синит начали. звезда. Ова. Я В ведущая. небе, в небе. Я ведущая, Макс. Я бы сказала точно так же, как и ты. Каждому по баллу, пожалуйста. Цвет, Давай. цвет настроения. Синий, черный. Чего у нас только сейчас нет? Но сейчас синий, да, по слову. Прекрасно. И, кстати, за предыдущее слово каждому по баллу. Я считаю, что они заслужили одновременно, тем более нажали на кнопочки. Еще одно. Да, пожалуйста. Мармеладка. Моя мармеладка, мне с тобой так сладко. Это, короче, из ТикТока. Преподаватели сейчас вряд ли поняли, но это из ТикТока, ребят. Такое есть, я серьезно. Нет, судя по тому, что происходит в зале, они кивают мне вот так Все головой. лежат, да. Я понимаю, что реально такая песня есть. Вы знали ее, Евгений? Я Хоть тоже где-то могу спеть. пригодилось. А вы есть в ТикТоке? Нет. Простите, нет. Давайте другую песню тогда. Мармеладка. Да. Мне стало сладко во рту, я пошел в магазин и купил мармеладку на последние деньги. Но это вы только что сочинили. Нет, это есть в ТикТоке. В котором нет вас. Блин, вы такие классные, господи, у меня слова паразиты аж идут. Есть... Так, сейчас, подождите. Так, давайте вам еще одно и девчонкам по одному. Поехали. Уходит год. Только не сочиняйте сами, давайте реальную песню. Год. Раз. Новый год нам снится. Что там приходит? Новый год. Все мечты на что-то новый. Вы знаете какую нормальную песню со словом год? Там год есть, слово есть. Всё. Ну да, такая песня реально существует. Песня группы Стекловато, «Стекловато». ну это как каждая новогодняя песня. Ах, мальчики сидят около елки. Что-то типа новогодние 19. игрушки, песни и хлопушки в нем. Ладно, давайте каждому по баллу. Отправим вас на диван. Вы прям супер. Вы мои фавориты оба, Ля. Спасибо. А ты уже поняла, да, что надо делать? Нажимать на одну кнопочку. Вам одно слово. Ага. Поехали. Вечеринка, как всегда, у меня дома. Я уже готовый. Дальше не Несмотря на могу. то, что ты учишься на филфаке, ну, раньше его называли филфак, я хочу сказать, что Лиана быстрее нажала на кнопку. Но ты ей сказала, что нужно петь. Давай. Вечеринка у Децела дома. Ты знаешь такую песню? Вы просто переживали, что молодежь не в курсе. Ну, правда, она была быстрее, поэтому балл... До этого она молчала. Ну, супер, нормально, да? Все, хорошо, вы справились с этой задачей. Ну и последнее слово. Ирина, Кристина, давайте я посмотрю. Слово. Готовы? Поехали. Море зовет. Та-ра-та-та. Мы такие отжигаем. О, море зовет. Прекрасно. Просто Кристина Валерьевна. Прекрасно. слегка. Я вас А я поздравляю. Кристина Валерьевна? Вы же одного возраста. Почему она Кристина Валерьевна? Преподаватель. А. Мы не одного возраста.
Я очень плохо выгляжу просто. 5 лет уже учусь, понимаете, все никак закончить не могу. Я бы сказала наоборот, просто Кристина Валерьевна очень молода. Ну и это тоже. Преподает, будучи первокурсницей. Ладно, все, идите. слова. Идите. А мы можем? Нет, мы еще не можем сказать результаты после первого раунда. У нас еще несколько раундов впереди. Тем временем я напомню, что в группе ВКонтакте я, конечно, к концу нашего эфира точно выучу, как это называется, а пока читаю. Департамента по воспитательной работе. Огромное количество конкурсов. Вы можете принимать в них участие и выигрывать супер классные подарочки. Поэтому отправляйтесь туда, но не забывайте возвращаться к нашему прямому эфиру. Итак, мне нужны следующие участники. Кто там? А вы можете, кстати, поменяться, да? Не обязательно вот в таком тандеме выходить. Просто вот хаотично как-нибудь выберите новую пару. А с Евгением все боятся Нет. выступать в паре. Нет, вы не боитесь сами. Идемте, Евгений. Макс, ты единственный человек, который может противостоять этому герою практически, да? Великой Татьяне нашего вечера. Да, Дня Великой Татьяне. квартирника. Наш следующий раунд, он, естественно, посложнее. Вы знаете, что такое эмоджи, Евгений? Ну, я эмо знаю, что такое. G это... Ну, такая буква алфавита. Ну, И- J, да. Итого все Эмоджи, вместе. да. Эмоджи, что это такое? Это символ. Смайлик. О, прекрасно, все. Я думала, просто вы сейчас что-нибудь Плачущий. скажете такое. Это смайлик, да, другими словами. Вот сейчас из этих самых смайликов, эмоджи или эмодзи, их называют по-разному, вы будете видеть строчечку. Строчечка из смайликов. Но каждая эта строчечка из эмодзи – это строчка из песни. Реально существующей песни. В эмодзи зашифрованы строчки песен, которые вы точно знаете. Кажется, я миллион тысяч раз сказала одно и то же. Самое главное, чтобы вам было понятно. Евгений, просто я вижу, Макс кивает головой. Вам понятно? Потренироваться бы, конечно. Ну я нет, готов. только по ходу мы сможем это сделать. Сейчас свою подсказку открою. Ой. Только вы не подглядывайте в мои листочки, пожалуйста. Я буду вас проверять. Вы готовы? Мы Готовы? нажимаем тоже? Конечно, Готовы. конечно. Вы также нажимаете. Попробуйте. Все, работает, все хорошо. Итак, первая строчка. Зашифрованные эмоджи. Золотая чаша, золотые цепи. Угадай, где я не дома, бейби. В моем бокале смузи. Мы на трепкате дико тусим. Господи. Мы его в церковь потом отправим молиться, отмолив все грехи. Это, да, Дань Милохин и Николай Басков. Дико тусим. Вы знаете такой трек, Евгений? Нет, я... Да ладно, это как бы исправимо все. да. После эфира, после трансляции вы, по крайней мере, сможете восполнить вот этот вот музыкальный пробел в своей жизни. А это реально музыкальный пробел в вашей жизни. Кстати, я вот хочу спросить, в том числе и у тех, кто сидит в зале, у организаторов, а вот эти вот картинки, их видят наши зрители тоже, да? Они понимают вообще, что за веселье здесь происходит? Все, Тимур кивает мне головой. Берите себя в руки, сейчас будет что-то понятное, я думаю, вам. Old school сейчас. Будем надеяться на это. Следующая картинка из эмодзи. Ребус. Ну нет, вообще-то вряд ли дают. Кремлевские звезды нет. Плачь. Сейчас пытаемся расшифровать, значит. Точно. Москва слезам не верит. Я просто Кстати, знаю сразу всё словосочетание, устроено. песню как бы спеть не смогу. Вот «Москва слезам не верит» — это название фильма. Фильма. А есть песня современная, в которой нужно поменять вот местами два слова. Москва. Не верит слезам? А вы знаете такую песню? Нет. А ты знаешь? Просто Нет, я местами знаю по поменял. щекам твоим слезы, но тут Москва. Я бы не сказал, что Москва это Они щеки. не знают эту песню, но Да. в этом ребусе Это зашифровано «Москва не верит слезам» Артик и Асти с Сергеем Жуковым. Сергей Жуков — это который «Из руки вверх». Да, и вот его я знаю. А вот Вот, «Москва не верит слезам». Классная песня, но вы ее не отгадали, ни один из вас. Идем далее. музончик бы вот. Обязательно послушаю. Нет, после. ребус, это ребус. А у любви у нашей села Батарейка. батарейка. Воу, Я ее батарейка.
Все, Классно. дальше позориться Ну не да, буду. молодец. Хотя я была уверена, что угадаете вы, Евгений. Ну, теперь вы поняли механику? Да я понимаю, чем да, суть, у меня да? с ребусами Дефицит микрофона? проблема. Не, ну, давайте закрепим, да, жуки, батарейка, закрепим все-таки ваше присутствие здесь. Еще один ребус для вас. Я уеду жить в Лондон, не знаю, нет? Нет. Я вот так тихо там, оп, Я не- тартушки, не подсказываем. Вы Да, знаете. Америка, красная машина, Кремль, хлопаем. Ну, Америка. А, да, уеду не с тобой, то. прощай, Москва, что ли? Американ бой, Американ girl. Ну, теперь кто мне скажет, кто из них быстрее вообще сообразил? Евгений, да? Давайте ему один раз дадим. Вот, ребят, тем более, Лайт Евгений подсказ. Американ бой, уеду с тобой, группа комбинация. Вот это мои девчонки, да. Ну давайте еще. Я хотела вас отправить, но нет, ладно. Вот это классный трек. Не знаю, кто из вас догадается. Но давайте послушаем. Ой, посмотрим на этот шифр из эмодзи. Такси, Зеленоглазое вези, такси. вези вдоль Нет, ночных дорог. Это из Когда ТикТока. водила протянула аукс, все мои волки делают ауф. Вы слышали эту песню? Нет. Просто скажите ауф. Ауф. Все нормально, вы слышали эту песню, считай. Да, это вот кто-то там и трек под названием «Ауф». Дружите с Максимом, он вообще научит вас хорошему. Давайте Да-да. поменяемся местами с девчонками. Следующая пара выходит на авансцену. Вы готовы? Да. Все хорошо, проверьте, Лиана. Я просто переживаю. Следующий шифр из эмодзи для вас. Но секундомер идет, кстати. Эта песня тихо, все. Конечно, сидя на диване легко. Они здесь нервничают, переживают за то, что происходит. Итак, Я понимаю только первое слово. Малинки, малинки. Опять, да, такие вечеринки. Ягода малинка, что-то там, о-о-о, я не помню дальше. да. Залетаю в Нет, топ. это из ТикТока, там Это что, Хабиб, ягода Хабиб, малинка, о-о. Участник Нас к себе шоу-проекта да. «Голос». Единственное, что я знаю про него, ТикТок и я, это тоже вообще две разные вещи. Все правильно, да, Хабиб и ягода малинка зашифрованы в этом ребусе. Следующий. Ты знаешь, Лян, стопудово. Ну дожимай, что ты боишься. Желтые тюльпаны. О! Вестники разлуки. О! Что-то там, что-то там. Цвета запоздала, Вот кто? Это звезды, Евгений Валерьевич. утренней звезды. Утренние звезды. звезды. Вот кто сидит там, переживает. Эх, че ж мне эти песни не попались. Все правильно, «Желтый тюльпан», Наташа Королева. Ты такую песню, наверное, не... Знаю. знаешь, что хорошо. Следующий ребус. Все, Королеву мы угадали. Снег кружится и тает, летает. И Ну, пойдем совсем прям ретро. Ну куда? нет, ты же моложе, чем эти песни. Откуда ты вообще все это помнишь? Не пой даже. Я очень Нет, часто это не то. слушаю этот. Я такую песню тоже не знаю, вот сейчас читаю, для меня это набор букв вот эти вот исполнителей. Видимо, тоже из вашего ТикТока. Ну, очень похоже на то, да. Что-то там падает. Что-то падает. Ну, видно, что падает. Снежинка, да. Летает, летает. И пойдем. Я тоже знаю, кстати, эту песню, да. Вот. Эй, вы там не подсказываете? Мы не знаем. Мы не Что, знаем. нет? Раз, два, три. Ну все, никто не угадал. Я эту песню тоже не знаю. Падает снежинка, начинается вечеринка. Кто поет, почитайте сами, я даже не выговорю. Это там. опять ТикТок. А вот следующий, тоже ТикТок? Следующий трек известен моей бабушке. Поехали. И снится нам не рок от Моей бабушке Ильяне, космодрома. хотела я сказать. Да. Нет, ну, в общем, да. Вы Ледяная понимаете, где я буду угадывать синева. песни, да? Господи, я запела. Вот, да, есть и такие песни хорошие, кстати. Все правильно, балл уходит команде Акмулинцы. Мы считаем, да, считаем, кто больше, кто меньше. Девчонки, кто вы там, где вы там, считающие, все хорошо? Кто у нас пока побеждает? Ну, вот так вот, навскидку, кто побеждает? Акмулинцы или умник и умницы? Умник и умницы, да? Считают, все. Умник и умницы пока побеждают. Лян? Да, я держусь. Давай, еще один трек для вас. И ты точно знаешь тоже эту песню. Ну, ты понятно, что знаешь, но ты тоже знаешь.
Ты знаешь Скорее эту всего, песню, твой ребенок Дума, ее ты поет. знаешь ее. Да, конечно, даже я знаю. Она летом была популярная подсказка Даже Салават всем. Талгатович, если здесь бы сидел, он бы ее спел. 100%. Не подсказываем так тихо. Протестую. Один. Это только корона, бро. Два. Да вы что? Ну, давайте расшифруем. Первый, что? Какой? Звук поставим Ура. на всю, и соседи не спят. Под нами внизу, вы простите Звук меня. поставлю на всю. Да, это добро. Юность. Давайте, меняйтесь. Меняйтесь. К нам выходят Ирина и Кристина Я Валерьевна. в ТикТоке не сижу, я баба Кристина. Так, Слушай, я пожалуйста. тебя прекрасно понимаю, но ты поняла, что треки чередуются. Я сижу ТикТок, в не ТикТоке, и ТикТок. ничего ТикТок, не понятно все еще. серьезно? Но не это такой доверили бы. сложный конкурс в любом случае. Следующий, как это вот, короче, Эмоджи. да, для вас. Ребус, вот, Зеленоглазое такси, вези меня, вези. Ну, тут зеленые глазки, такси. Кристина Валерьевна. Вообще-то Ай, этот ребус был зеленоглазое для тебя. такси. Все правильно? Баба Кристина? Да, Михаил Боярский, зеленоглазое такси, все верно, идем далее. Ну? Кто не знаю. Девчуля какая-то, да? Так, тихо. Ирина, давай. Это девочка с картинки. Да, это девочка с картинки, Егор Крид. Ну, знаешь же, тоже. Поколение пепси-кола. Идем далее. Я, походу, не... Вообще легко. Спит бабуля? Вот, Бабуля спит? Бабуля, вот прям вставай. легко. Бабуля, здесь вот не столько бабуля, сколько нечто другое. Ночная бабуля. Какая еще бабуля? Старая бабуля. Седая И ночь. снова седая ночь. Ну вот молодежь, чуток. Хотя нет, ладно, давайте каждому по баллу. Да, все, всё. каждому по баллу. Юр еще Штунов, есть, что ли? седая Еще ночь. Так. Есть еще следующий трек в эмодзи. Голубой цветочек. Ну, голубой цветочек имеет название. Пацаны, что-то... Опять про Василек, что ли? Нет? Незабудка. А подсказывать, ну, а тут протестовали до этого. Ну, Незабудка, твой любимый цветок. пой, пой. Незабудка, твой любимый цветок. Дальше я слова не знаю. Этого достаточно, все правильно, не забудь, твой любимый цветок. Это вообще-то была твоя песня. Я Тим зеленоглазая Белорусских. такси угадала. О чем тут можно говорить, да? Следующий трек. Прям легко. Вон, Евгений говорит, ну типа я понял. А в ТикТоке он не сидит. Я тоже не сижу. Ну вот, значит, эта песня не из ТикТока. Велосипед, остановись. Цветы подарю. Ну, да ты уже все сказала почти. Так, не... Тихо. Евгений, ваша очередь скоро настанет. Рассказывайте. А это не этот... А это не велосипед Ливана Горозия, нет? Просто... Нет? Да не знаю, даже Ливана Горозия здесь нет, просто чтобы спросить. Песня. Тихо, эй, вы что? Я буду гнать... Не знаю. Я буду Долго гнать велосипед. Они все равно проигрывают, давай дадим балл, даже если подсказали. Ирин, Я все просто, нормально. ладно, да? Это же преподаватель. Твой А я не преподаватель, кстати. Ну, вела у меня физкультуру, да. А вела? Сейчас уже нет. Уже можно. Все окей. Я буду долго гнать велосипед, да, все верно. Александр Барыкин. Следующий ребус. Ой, я эту песню Как не сложно-то слышала. у нас? Я реально перед эфиром прошлась по всем этим ребусам. А можно Кто это танцы придумал? подсказать? Так, Я потом вам скажу, кто это придумал. так, кто это Нет, придумал? этот человек ночами не спал, думал. Все понятно. Чего? Вопрос. Нет, вы что, догадались, что ли? Да, вообще просто. Вообще не просто. Вообще просто. Вообще Опять нет. Можно TikTok? тогда я спою? Я могу Нельзя. подойти, дзынькнуть. Подожди, вот 3, 2, 1, вы не знаете. Давай вне конкурса поет Макс. Угадай, где я дома. Это не оно? Да, это оно. Опять? Воу! Я не знаю, что это вообще не важно. Угадай, как я. Это вот я Даня дома. Милохин. Ну, есть Я просто такая думала, песня. они не повторяются. Вот «Я дома» называется эта песня. Ладно, все, идем дальше. Следующая песня такая поизвестнее. Не то что... Так, Евгений, я вас буду удалять. Все, 2 кусочка колбаски не засчитываем никому. А ведь могла Есть угадать такая песня. Кристина Валерьевна. Вот так вот, Кристина могла угадать. Кристина могла угадать, и был бы ваш балл.
Есть такая песня. Представляешь, Ирина, есть такая и не только такая песня. Два кусочка. А Евгений споет сейчас ее А для говорят, тебя. сейчас ерунду поют. Евгений, можно, пожалуйста? Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верил тебе. Если у нас все-таки будет конкурс на приз зрительских симпатий, мы все знаем, Мы уже кто готовы его все отдать, правда? выиграет. Семья Девчонки, меняемся местами со следующими участниками. Кто у нас? У нас У нас мужчины. мужчины. И снова ваш звездный час, Евгений. Вы готовы? Сейчас посмотрю, сколько у нас треков всего. О, ну все, это напоследочек. участие. Напоследочек 3 трека, всего лишь 3 трека. А ваша команда немножечко подотстает по баллам, хорошо? Мы подсели. Всего лишь 3, это целых 3. Сконцентрируйтесь. Ну, если ТикТок, можно вычеркивать сразу. Не-не-не, нормально. Макс, ну если что, Может, просто командой мы из чисто солидарности Да, да. можно уступить хотя бы Всё. разочек. Этот шифр для вас. Сейчас сама посмотрю, что это. А что-то там будильник этот, Егор Крид. Нет. Ты тоже не знаешь? Или ты уступаешь? Пока нет даже мысли. Так. Что на первом рисунке? Будильник или часы? Будильник. Просто говорите. Будильник, стрелять, ствол, любовь. Ну, как бы вы правильно говорите. Особенно второе слово. Будильник стреляет. Второе слово прям вообще правильно. Так, вы там на диване, пожалуйста, потише. Стрелять, но не будильник. Часы стреляют. Время пострелять, между нами пальба, попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. Это все вот будильник. Я Просто тоже был в будильник. Екатеринбурге. Где вы нашли этого человека? Время пострелять не лето. Знаете такую песню? Да. Ура! Следующий трек. Плачь, плачь. Танцуй, танцуй. Но это не к этому. Ну да. Жаль, но да. Не к этому. Тоже ТикТок, что ли? Но это такая современная песня. Так не подсказка. Эй, вы что, дисквалифицируете? Сейчас минус баллы за подсказки буду. Еще раз. Не надо, никаких... Танец. Не надо танец. ты Слезы всё поймёшь. ведут к чему-то. Ну, что там, слезы? Слезы. Ну нет, не слезы, конечно. Плачу. Плачу. Плачу на техно, я плачу на техно. Плачу на техно. Вы эту песню слышали? Зуб даю. Нет, потому на что- самом деле, если бы не он, я бы не угадывал. Он говорит слово, у меня просто в голове чик, щелкает. Ну, я преподаватель, я привык подсказывать. Студент Наводить отвечает на на верные экзамене, ответы. я- Как на экзамене Да. сейчас, Да. чувствуете, Это да? трек звучал в самом начале нашего квартирника. Ну да ладно, ничего страшного. Ну и последний трек вот в этом раунде, зашифрованный в эмодзи, я реально не знаю эту песню. Аленка шоколадная девчонка. Да, да. Причем я думаю, что вы просто сказали набор слов. Вы реально не знаете, мне кажется, эту песню. Нет? Тим белорусских Аленка. Ну, не знаю, я знаю только... Эмодзи. Ну, а есть такая, да? Да, реально. Вот все, бал. Последний балл. Победа! Да, ну пальцем в небо за то, как, да, он завершил этот конкурс. Евгений, спасибо, ваша команда вас благодарит. Макс, ты красавчик. Давайте Спасибо. поаплодируем. Каждый сам себе, как минимум, да? Слушайте, у нас 2 конкурса позади, впереди еще несколько конкурсов, но прежде я напомню, что в группе ВКонтакте Департамента по воспитательной работе запущен очередной конкурс. Я же сказала, что их будет несколько, очередной конкурс стартовал, и спонсоры этого конкурса — сеть уютных караоке-залов Party Lounge. Здесь вы сможете отпраздновать любимое мероприятие, просто весело провести время с друзьями. Видимо, сертификат вот в это караоке-заведение будет ваш.
игры виртуальной реальности, которые пользуются особой популярностью, тем более если могут максимально достоверно представить сказочный мир или позволить поиграть с фантастическими существами. Проводником в сказочный мир для вас может стать клуб виртуальной реальности Anvio. Но в любом случае, вам привет, спасибо за сертификаты. Пекарня, кондитерская «Вкусляндия», то место, где всегда вкусно и уютно. И если вдруг вы не знаете, как еще можно весело провести время, то самое время посетить семейный батутно-развлекательный комплекс «Вау-парк». Это спонсоры следующего конкурса, который, я напомню, запущен в группе ВКонтакте Департамента по воспитательной работе. У меня уже плохо двигается челюсть, и скулы болят, кстати, от смеха. Все благодаря вам. Сегодня праздник, а группа Light Again. Сейчас знаете, что надо делать? Танцевать. Поехали. И вам тоже надо танцевать, кстати. Все За это танцуют. дают балл. Я вижу, я снова вижу тебя такой, в дерзкой мини-юбке, что мой покой, мой сон превратили шутя в тебя. Я умоляю тебя. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Тебе 17, тебе опять 17 лет. Каждый твой день рождения хочет прибавить, а я скажу нет. Твой портрет, твои дети, я расскажу им о том. Дети вашей маме снова 17. Вы просто поверьте, а поймете потом. Еще раз и... Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Танцую. Надо танцевать же, ребят! Что вы сидите? Праздник! Евгений! Давайте вас никак просто! Какие вы классные, просто! Вы готовы? Сейчас поете только вы, давайте. Только вы поете. И... Пусть все будет так, как ты захочешь. Давайте все Пусть вместе. Глаза, как прежде, горят. я с Тобой опять сегодня, этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Слушайте, никто, мне кажется, никто из сидящих в актовом зале, никто из тех, кто смотрит, продолжает смотреть нашу трансляцию, не ожидал, что здесь будет твориться нечто невероятное. Я хотела сказать вакханалия, но нет, это классно, ребят, вы супер. Давайте поаплодируем, пожалуйста.
Всем тем, кто смотрит нас, каждый сам себе, потому что праздник, потому что праздничное настроение здесь, в актовом зале Башкирского государственного педагогического университета. Сегодня День студента, с которым мы вас поздравляем. Ну что, продолжаем соревноваться. Это соревнование между командой преподавателей и командой студентов педагогического университета. Кстати, у нас промежуточный итог мы можем подвести. Пока кто побеждает? Просто скажите мне, кто побеждает. Которые вот здесь стоят или которые вот здесь стоят? Студенты. Студенты пока что впереди, планеты всей. Мы гордимся Главное нашими участие, студентами. главное участие. А не победа, согласна. Я когда проигрываю, тоже всегда так говорю. Ну да ладно. Но у нас еще впереди 3 конкурса. Целых 3 конкурса. Вы еще сможете наверстать все упущенное. А пока я приглашаю первых участников следующего раунда. Хоть кто? Они берут на себя всю ответственность. Сейчас, вот вы же говорили, Евгений, сейчас бы музыку послушать, да, чтобы угадать. Вот как раз сейчас 3-й раунд, я просто спрятала здесь мне правильные ответы. Попробуй угадай. Музыка, она немножечко искажена, так скажем, но это музыка из треков, из песен, которые вы знаете. Если вы поняли, о какой песне идет речь, вам нужно пропеть любую строчку из этой песни. Пропеть, потому что нам безумно нравится, как вы поете, Евгений. Ну, Максим старается, а вы красиво очень поете, зажигательно. Все, ну, как бы все понятно, да? Да. Ну, мы жмем? Конечно, вы жмете и потом начинаете петь. Первый трек, поехали. Обрывал провода. Да пойте уже! Салют. Вера! Все Я правильно? только припев знаю вот эти 2 Макс, слова. ты И молодец, начало. все правильно. Салют, Вера, Валерий Меладзе. Вы понимаете, да? Как нужно участвовать в этом конкурсе? Следующий трек, поехали. Мне показалось, о, зеленоглазое такси. Что вы знаете? Так, вы там... А ты не слушай. Никто не знает, видимо, все молчат. Слушай, Но мотив знакомый. Удивительно, что мотив знакомый, Вот да. сейчас Давай попробуем ответ разогнать. вскроется, мы скажем, точно, да? Нет? Ну, если ответ вскроется, ты скажешь, точно, я боюсь, что от тебя отвернутся многие Да? одногруппники, там, девчонки, поклонницы твоей услуги. Не, я шучу, нет, ни в коем случае. Пусть этот прямой эфир никогда не хранится в записи, Да, чтобы да. никто не узнал, что я сейчас говорила. Так, нет, подожди, ты чего, не знаешь? Пока Я нет. точно не знаю. Ну, если бы здесь... О, да. Вот почему-то, мне кажется, Мы показались Лиана слишком могла старыми. бы... Лиана могла бы догадаться, реально. Лиана могла бы. Вот давайте еще вот небольшой кусочек этой песни. И подумайте, Лиана могла бы догадаться. Несмотря на то, что она Кожевникова. Это мой любимый певец. И мой любимый певец. Не отпускай, я твой ангел, ты мой рай. Друг без друга нам не. Кто это? Элвин Грей, Элвин Грей, да. Твой любимый вообще. Радик Юльякшин. Я Он знаю у нас одну на его физмате песню. учится Вот вообще. эту. Обними, не отпускай. Нет, это я слышал, одно я прям знаю. Ну, Какое? этот. Хочу напеть. Он поет там не один. В городах, короче. Ну, ты когда вспомнишь, напой, ладно? Хорошо. Мы этот трек никому не засчитываем, девчонки, потому что угадали, просто хотелось послушать. Да, это Радик, мой любимый. А что, командная помощь не считается, что ли? Господи, я думаю, кто говорит? Не понимаю, откуда звук. Так, идем далее, следующий трек. Тихо. Не могу вспомнить. Тихо. Тихо. Я вспоминаю просто глупые ремиксы из ТикТока. Медуза! Медуза! Мы друзья! В этот момент, если камеры будут брать сидящих на диване, вот эти вот телодвижения, это показать. Это тоже весело. Дома. У тебя очень получилось, Кристина, хорошо медузу показывать. Мне кажется, каждый день как будто показываешь медузу кому-то. Очень прикольно, да, я сразу поняла, что это медуза.
Вы бы Знаете, знали, что у ну, меня вы в такие голове. песни просто не Да, знаете. Это ужас. Я здесь, конечно. Ну, Мне надо фору давать. Фору. Лет в 20. Я тогда успею. мне кажется, Через что два. вы сами с собой разговариваете иногда почему-то. Это старческое. Я вот сейчас просто смотрю, я хочу, чтобы песня была в вашем, из вашего репертуара, но ее нет пока. Ну давайте Так и попробуем. Ну, давайте. Следующий Я соберусь. трек для вас. Последний? Не Крайний. знаю. Нет Нет, такого это слова для нас. крайний, последний. Поехали. Мне кажется, пианист плохо играет. Плохо. Ну, есть такое специально причем. Так задумано. Помню а я с тобой лечу, я тебя хочу. Вот это. Я снова быть ее хочу, что-то я забыть ее хочу. Да, Она там же- вернется, она вернется. Она вернется, она вернется. Она мне ночью закрывает солнце. Теперь мы знаем еще больше про вас. Знаете, как мне приятно, что вы угадали. Я думала, что все, вы потеряны для нас, но нет. Ну, мне дочки бы не простили, если бы я эту песню... Вас домой бы не пустили, а теперь гордо можете прийти, просто дверь пинком, она вернется. Классно. 1 балл уходит в команду акмулинцев. Поменяйтесь местами с девчонками, потому что они так рвутся уже петь. Они угадывают все песни, которые звучали до этого. Все хорошо, все хорошо. Слушаем следующий трек. Ну, сейчас он будет, обещали. И тишина, тишина в небе. Это была улыбка, похожа на рай. Правильно, группа «Пицца». Нет, ты просто не подбородок вот так вот, а ты вот так вот держи руку. Вот так лучше. Мгм. Следующий трек. Так, тихо, там на диване. Ну это же вообще популярное, и даже ясно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, тихо на диване. На диване там тихо. Эй, сейчас минус балл будет. Вы мешаете, вы мешаете им. Тебя, короче, вот это вот есть тебя. Прикольно. Если тебе будет... Знаете, почему не может слушать Ирина? Потому что вы ей мешаете. А она бы угадала. Че, нет, да? А можно еще Всё. Ну, чуть-чуть, вот, давайте 5 секунд. Не похож на красивого принца. Я не знаю дальше. Не, все поняли, конечно же. Если Я тебе только- будет грустно, приходи туда. Где провожали мы закат, я точно знаю эту песню. Ладно, все хорошо. Следующий трек. Туда не смотри, слушай. Там, это, туруру, Акуленок, ту-туру, акуленок. я еще синий трактор знаю. Это просто... Вообще класс, все. Это мое время пришло, просто давно надо было. Ну что вы меня мучили-то все это время? Я не пойму. Да, да. У нас с тобой просто нет детей. Ты угадала. Наконец-то я оправдала свое название мамы. Просто я не знаю, это не зря все это было. Наконец ты балл заработал знаю только команде. про По-моему, синий это трактор. первый балл, да, который ты заработал. Нет еще? Не первый, прости. Следующий, кстати, трек ты тоже должна угадать, мне кажется. Давайте, пожалуйста, нам в студию. Удивительное начало. Опять метель и мается былое в темноте. Да. Причем я ждала другую песню, ну да ладно, ту уже не надо, а опять метель, все верно. Да-да-да, все правильно, ты отгадала этот трек. Следующий. Моря, города, снег растает и тогда... Андрей Губин, «Зима, холода». Я все песни на один лад пою, ну да Классно. ладно. Ну, ты ее просто, наверное, не знала, да? Я поняла потом.
Ну и ладно. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, снег растает и тогда. Ну давайте еще один трек для вашей пары, и потом меняемся. Соберись. Тихо. Когда меня не станет, мы будем петь голосами. Да? Мне кажется, я все под один лад пою. Ну ладно. Что случилось Просто- спустя 1,5 часа? Что там произошло такого на диване, что ты начала приносить баллы своей команде? Мне просто медведь на ухо наступил. Просто, я вообще ничего не понимаете, понимаю. акуленок туру-туру-ту, акуленок туру-туру-ту. Нет, вот надо зажечь человека, ну, понимаешь, Лиль, ну надо было сразу это делать, ну что вы прямо оставили Если напоследок, бы я знали, не пойму. Лян, если бы мы только знали, эта песня была бы... Эту песню спела бы группа Light Again для тебя. Но, видимо, вот это будет интересно. в следующий раз. Это Баста, Сансара. А вы почему разговариваете еще? Я вам Прошу слово... прощения. Я же вас ничего не спрашивала. Я же ведущая. Привет, Макс. Акуленок туру-туру, Девочку прет. не малыш. А если мы тебя посадим, ты сможешь усидеть на месте? Давайте мы поменяемся парами. Есения. Сняла очки. Тебе это поможет? Надеюсь, что нет. Что сделала Кристина Валерьевна для победы в этом конкурсе? Показала метель. Показала метель. Вы там не подсказываете, ладно, я же вам подсказываю. Покажите ей медузу на следующий трек. Поехали. Одна То жара, откладывать по устам, я устал. Да, эта песня. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда? Бал. И туда, и туда. За то, что просто Браво! Классно. Следующий трек. Я тоже не знаю. Как узор на окне. Вальс Я Анастасия, реально нет? думала, никто не отгадает. Да? Сижу тут такая, думала, сейчас сообщение прочитаю. Да, вальс из мультика мультфильма «Анастасия». «Анастасия». Я не Всё смотрю хорошо. мультики. Собрались. Честно. Все нормально. Следующий трек. Нас одна любовь и одна только жизнь. А может быть, забудем все и сбежим в никуда. Навсегда. Да, это же трек, да? Имя любимое, да, все У меня верно. с музыкой все плохо. Да, нормально все с музыкой у тебя. У Лианы тоже сначала было все не очень. Сейчас мы дождемся просто твой трек. Синий трактор? По полям, по полям. «Синий трактор». Я просто хотела, чтобы ты спела, но боюсь. Пока. Следующий трек. Ты знаешь, слушай, не смотри туда. Это с фильма какого-то, ну знаю. Легко. Я слова не знаю. Вообще легко. Называй хотя бы фильм. Звенит январская вьюга. Да, во. я, говорит, не знаю слова, Всё. все ты знаешь. Звенит январская вьюга. Следующий трек. Тоже похоже. Кристина. Это же Валерина. этот, как его там? Тихо там всем. Кристина Валерьевна. Блин, я забыла. Раз, тихо, подожди, Сейчас, два. подожди. Так, подожди, тихо. Мне надо в голове напеть эту песню. Я на это не рассчитывала. Да. Раз. Блин, все сбилось. Звезда по имени Солнце. Да, ну да ладно, зато до этого ты угадывала 2 раза подряд. Молодец, звезда по имени Солнце. Зачем еще хумор? Следующий трек. Свет. Нет? Нет. Что? Малиновый свет? Нет. Нет, можно еще раз? Продолжаем. Мы не да. дослушали.
Чат, почат, чат, чат. Чат, 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 чат. Так вот что вы слушаете. Я тоже знаю только эти слова из этой песни. Но это целый балл вашей копилки. Уф, ребята, вы с вами классно. Я хочу, чтобы этот Татьянин день не заканчивался никогда. Мне кажется, ты на диван смотришь, там на Лиану, которая тебе Медузу показывает на все песни. Да? Она Медузу показывает. Она мне акуленка показывает. Я обращаюсь ко всем нашим зрителям, всем тем, кто участвует в наших конкурсах в группе ВКонтакте департамента, как правильно, департамента? Вот, спасибо, по воспитательной работе. В самом начале нашего праздника Салават Талгатович Сагитов дал затравочку на историю. Продолжение этой истории должен написать, ну, тот, кто хочет принять участие в конкурсе, получить зачет автоматом по любому предмету, ректор обещал. Вы предлагаете либо какую-то супер оригинальную версию продолжения его истории, либо версию, приближенную к реальности, и это все нужно оставлять под постом, который как раз-таки и посвящен приходу ректора в нашу студию. Я же правильно понимаю, сейчас ищу глазами организаторов, да? Там пост отдельный в этой группе ВКонтакте. Что было дальше? Называется он именно так. Вот там свои комментарии, пожалуйста, оставляйте. Сувенирная продукция от добрых людей. И самое главное, зачет от ректора по любому предмету. Вот не могли вы сдать какого-нибудь такого суперстрогого? Прям по-любому, да? Прям по-любому? Прям по любому предмету, да. По какому предмету вы хотели бы получить зачет, если бы вы были студентом? Наверное, по физкультуре. По физкультуре? У Дениса Дамировича? По физкультуре проще всего получить зачет, нет, что ли? Наоборот, самый сложный зачет по физкультуре. Вы что, всегда. серьезно? Да. Так не обсуждаем. Чаще всего из-за физкультуры и отчисляют студентов. Из-за физкультуры ну хотя, что я говорю? Самый важный предмет А вообще. в наше время Здоровье тоже так укрепляем. было. Вот. Все, мы возвращаемся. Да нет, ты что, стой, подожди, еще есть песни. Давайте еще одна для вас. Поехали. Одним тобой. Я так Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Просто она нажала. Она нажала, пережала и чуть не сломала. На кнопочку надо нажимать и синюю. Ну просто она так нажала, что я аж вздрогнула. Она мне скатилась, я не знаю. Зрители то... Да, нет, я слышала, правда, это здесь были чуть быстрее. Ну, что за песня-то? знаешь ли ты? Все верно, да. Поаплодируем вашей паре. Отправляйтесь на свои места, выходят... Да, классные ребята, лидеры сегодняшней вечеринки. Конечно, продолжаем. И что, вы уже там расслабились, да? Так, сейчас посмотрю, что у нас там на очереди. О, да. Поехали. Давайте, надо кнопку нажимать. Опять, а я Короче, моя попытка номер 5. Его первая попытка, ваша, надеюсь, все-таки не пятая. Песня он угадал правильно, да, Макс угадал. Присоединяйтесь к нам, Евгений. Следующий трек. Вы точно знаете. Так, подожди. Тихо. Акуленок какая-то. Черепашка по имени Наташка. Вот я засчитаю, да, я засчитаю. Да, мы думали, реально, Кристина, ты акуленка показываешь. Мы испугались просто. Но я слышала, что там подсказали прям. Ой, а поменяйтесь-ка местами. Пусть теперь всеми любимому Евгению пытаются подсказать, но я буду всячески все-таки вас... Что делать? Я забыла слова уже все. Точно останавливать, сдерживать. Да, спасибо большое. Следующий трек. Let it go! Отпусти и забудь, ничего уже не вернуть. А у вас тоже дети? А почему я говорю тоже? У тебя-то нет детей. Я уже Он еще сам ребенок профессии, просто. У меня дети вот такого рода, Ну возраста. ты Я Подожди. преподаватель. Да. Господи, испугался. А тебе сколько лет?
19. Я хотела бы такого преподавателя, Спасибо. 19-летнего. Спасибо. А у вас ведь есть дети, Евгений. Ну да. А вот теперь они, мне кажется, точно не пустят вас домой. Отпусти Холод- и забудь. Холодное сердце, да, все правильно. Балл уходит в команду «Умник» и «Умницы». Евгений, просто, пожалуйста, Это была напрягитесь. подстава. Нет, вот сейчас будет то, что нужно. Поехали. Что там? У леса. Что там? У леса на опушке, в березовой избушке. Да, да, да. Она... Ну, в общем, желательно. Потолок Ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной, тьма колючая, как проснешься, лалай, всюду иней. Все верно. Блин, и мне даже нечего сказать, господи, я готова слушать вас бесконечно. Идем далее, следующий трек. Теперь я поняла. Тихо, та-та-та-там. Не мешайте. Капают, капают, дождь, дождь. И пускай капают, капают слезы, что там? С неба. С неба, да. Мокрые кроссы, тим белорусских. Да. Вы угадали? Идем далее, Макс. Это все потому, что мы вас Забирай всё. поменяли местами. То есть, подожди, все. Отпусти и забудь, я догадался. То есть все Сразу причем. то время, пока ты здесь стоял, ты не знал, тебе подсказывали песни, да? Нет. Нет? Ну это как Всё. можно было угадать черепашку, которая похожа на ху? Согласна, согласна. Поехали. Далее. Остыли реки, да? И земля остыла. И чуть нахухлись дома. Давай микрофон, Лян. Это Микрофон. В городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. Мне кажется, тут пора дуэтом. Давайте. И уносит меня и уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. Зима. Почему нет энтузиазма? Вы устали? Нет, 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 просто тон не тот. Не тот. Он не отгадал, Тональность, отпусти, тональность, забудь, да, Лиль. Извините. Он не отгадал, отпусти, забудь его. меня вот Не подкосило. пустят домой. Так, идем далее. Следующий трек. Просто надо назвать мультфильм. Тихо, тихо. Да, Утки, это оттуда? да, мультфильм. Эти, истории до... да нет, Ну ты это- уж сказал, да. Дональд Ну, Дак? истории. Нет, Утиные До- истории. Чё? Ну да. Дональд Дак? Я не Утиные помню. истории. Утки, да, просто ты щас- утиные истории, у меня почему-то в голове. Ладно, бал и этот, вам, Имя? и вам. Иван? А, Иван. Да, Татьяна, Иван, Евгений. Все это человек слева от меня. Так, давайте вы отправляйте, девчонки уже соскучали. Спасибо вам. Утки. Идемте, выходите. Кто у нас там на очереди? Давайте вам два трека и вам два трека. Все, готовы? Поехали. Так, тихо там, я вообще слышу, кажется, мультфильм. Да, твои дети вряд ли смотрели его, смотрят. Но ты смотрел точно, ты не знаю. Так, Это не ТикТок, это не ТикТок. Это мы не справляемся. что нет Песня вариантов? такая, это не ТикТок. это не Мультфильм. Ну, да, это мультфильм, они там такие... Чуть-чуть. Чуть-чуть. ТикТок. Чип и Дейл. Так, никто не подсказывает там. Хватит. Они там такие зеленые. Зеленые. Зачем нажала? Хочешь сказать? Ну, зеленые там такие, зеленые. Я не знаю, кроме телепузиков Четыре. ничего не приходит. Конечно. Черепашки есть? Очень брутальная песня. Черепашки-ниндзя, наверное. Да, Да? да. Черепашки А я ниндзя. спеть могу. Что ты хотел сказать? Я могу ее пропеть, а вы можете пропеть? Ну-ка.
Не надо, ладно, давай балл отдадим им, они и так, бедолаги, отстают. Следующий трек. О, боже. Ой, красивая песня. Я бы хотела... Да. Раз. Два. И да-дан-да-да-дам. Ну, надо слова как бы. Да-да-да-да-дам. Ну, да. Да-да-да-дам. На-на-на-на-на. Собор Парижской Богоматери. Собор Парижской Богоматери. Я не знаю, что там еще вам сказать нужно. И в памяти моей. Да. Есть там такие слова. Вечная любовь. Ну все, идите, это садитесь. И, девчонки, вам по 2 песни. То есть всего 2 песни, каждый из вас, надеюсь, что вы победите. Следующий трек, поехали. О, вот теперь я поняла только, что это за песня. Классная песня. Что, нет? Поняла? Ну, это, знаете, вот прям, ну, тепло так, но не лето, но уже тепло. Название песни из 2 слов состоит. Можно еще раз? Да нельзя уже, сколько можно. Весна, с весной связано. Ну, что-то с весной, да, так вот тепло, перед летом что? Весна, май. Это одно слово в песне. Весенний май? Первое слово надо назвать. И будет на-на-на. И будет как раз вот это на-на май. И будет ласковый май? Конечно, ласковый май будет, да. И будет месяц май, мы никому не засчитываем. Последняя песня в этом раунде. Поехали! Да, это из разбитых фонарей. Ну-ка, порой! А, нет, стой. Ну-ка! Здравствуй, та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Дальше идет. Здравствуй, Нет, мама. из дальнобойщиков. Из каких-то Какие еще сериалы ты смотрела на России 24? Сериал я понять не Вместе могу. со своей мамой и бабушкой. Это было давно. Ну, Да как, короче, здравствуй, какие-то вот такие только вот знаешь сериалы. всё. Здравствуй, Да. да. Мама, тарампам. Что-то там такие вот. Но это не дальнобойщики. Здравствуй, юность в сапогах. Да, это сериал, Та-та-та-ра-пар. кстати, Улица какой- разбитых фонарей. Да нет же, нет же. Соседи. Солдаты, Солдаты да, говорят. солдаты. Так, ну, его просто не показывали. Сейчас я хотела на губы свои посмотреть, спасибо. Пауза рекламная. Спасибо, девчонки. Да, нормальные песни. Нормальные. Мы просто расширили немножечко твой горизонт. Тебе сколько Нет, лет, Есения? 19. 19, конечно. Ты должна знать все песни. Спасибо, вы, пожалуйста, возвращайтесь. Так, Рустик, сейчас у нас по плану вы поете, да? Спасибо большое за подсказку. Сейчас мы считаем баллы за все предыдущие конкурсы, отправляем вас в группу ВКонтакте «Департамент по воспитательной работе», да, правильно? Да. Спасибо. Там конкурсы проходят. Участвуйте, пожалуйста, победители мы объявим в конце нашего эфира. А пока группа Light Again. Поехали. А вы танцуете. У нас такие правила. О, какая песня! Поем, Боже, сейчас расплачусь. О, я тоже танцевать пошла. И... Смотрите. Я просто не хотела воды пойти упасть. Конец. Скоро эти ночи беспокойного сна. Снова весна, снова любовь. Снова наши жилы заиграет кровь. Снова рассвет, снова рассвет.
И назад уже дороги нет. Скоро печаль, все уйдет, и нам много жаль. Знаю ответ на вопрос, ты есть или нет. Знаю обман, знаю нашей любви океан. Ты не одна, будешь этой ночью весна. Скоро любовь, скоро весна. Все вместе! Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби, люби меня, люби, люби меня, люби, люби меня, люби. Скоро тепло, скоро много нам воды натекло. Скоро тепло, скоро экстаз. Эта музыка доходит до нас. Делаю шаг, делаю два. Закружилась от любви голова. Знаю теперь, как открыть эту тайную дверь. Время идет, нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Снова вопрос, снова ответ. Снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами игра. Ага. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби, люби меня, люби, люби меня, люби, люби меня, люби, люби меня, люби. Рустам Хакимов, группа Light Again. Спасибо вам огромное, ребятушки. Мы еще потанцуем, еще попоем. Пока я всех участников обеих команд приглашаю. Ой, что там? Подарки уже? Это ваши подарки, представляете? Гонорар. Гонорар, конечно. Итак, команда. Значит, команда студентов, умник и две умницы, и команда акмулинцы. Это команда преподавателей. Ирина, только вам нужно стать так. Вы будете ответственны за это. Да. Один человек, во-первых, ответственен за кнопку, во-вторых, вам нужно видеть всем этот экран. Как со зрением? Ну, вижу, что не очень, да? Замечательно. Так, у Кристины хорошо, Евгений, у вас хорошо, да? Хорошо. Собственно, что сейчас будет происходить? Что сейчас будет происходить, попробую объяснить. На экране участники наших команд видят картинку. Эта картинка заполнена различными предметами. Вам нужно, у нас сегодня вообще все музыкальное, вокальное. Вот вы видите какой-нибудь предмет, вспоминаете песню, в которой есть строчка с указанием вот этого предмета, вы должны ее пропеть. Кто начнет первый, определит кнопка. То есть вы сейчас смотрите на картинку, понимаете, что знаете песню, нажимаете. Причем нажать может любой участник, который понимает, да, знает песню. А дальше мы будем идти по очереди. Но если одна команда тупит, я считаю до 3, передаю ход другой команде. Наши девчонки считают количество баллов. А пока я хочу вам сказать, да, по ходу вы точно разберетесь, у нас пока ничья. По итогам предыдущих раундов вы идете... Вы идете вровень, поэтому мы, пожалуйста, выводим... нет, подождите, все, вы готовы? Не, вопрос. Конечно, да, Евгений, только Поем не все сложно. вместе или по одному? Кто-то начнет, там Кто-то продолжит, начнет, да? другие подхватят. Вы, ну, пойте вы, пожалуйста, всегда.
Мы молчим, У вас значит. очень круто. Не, Кристина, вы присоединяйтесь, но Евгений просто у вас звезда. Да. Итак, картинка. И первый человек, который поймет, о чем речь, то есть вспомнит песню, нажимает на кнопку. Команда преподавателя начинает этот конкурс. Изгиб. Давай, изгиб. Окей. Изгиб гитары желтой. Гитара, прекрасно. Следующий, сразу подхватывайте. Гитару все уже убираем. Любой предмет, который видишь. Раз. Наш корабль идет ко дну. Он вон там, наверху, в Помоги этой мне, бутылочке. я утону. Все, засчитывается следующее. Я буду долго гнать велосипед. Команда Там, студентов. пропала собака. Не нажимайте. Там собака есть, пропала собака. А можешь подойти, пожалуйста, Ирина, показать собаку? Кому она показывает ее? Вот Она она, закрылась. собака. А, все, да, пропала собака по кличке Дружок. Есть такая песня. Вы. Зайка моя, я твой мальчик, рыбка моя. Там рыбка Я есть. твой Я твой... Не знаю, кто там. Где Ну там? вон рыба. Рыба там Да, за конечно, рюкзаком я висит. вижу вообще рыбу. Там столько всего. Ну, да, нет, За я вам рюкзаком верю. Вон. Преподаватель. Красный ёрш. А, ёрш. все, да. Вижу рыбу, да. Да, вы, да. Давай. Тигр. Песня «Мой братан Тигр». 24 24/7 Тигр. Класс. Окей. Преподаватели. Давайте. Главней всего погода в доме, а все другое суета есть, я и ты, я все, что кроме. Легко исправить с помощью... Зонта. А где зонт? Зон. Ага, прикинь, этого надо увидела, еще да? увидеть, Она ну. еще в очках. Главней всего. Все, команда студентов. Раз. Обезьяны. Да. Мы отвисаем, как обезьяны в джунглях. Обезьяны в джунглях. Да, там Это Я вижу текила. обезьяну, да, и знаю эту песню. Преподаватели. Бьют часы на Спас, или что на старой башне, провожая день вчерашний, и звенят колокола. Вот как явно, да, разнится вообще репертуар ваш, их. Я не думала, что настолько у вас большая разница в возрасте, но выглядите вы реально хорошо. Вот вы похожи на студентов тоже. Раз, два, три, поехали. Я взлетаю, как Ракета ракета. для меня и вся планета. Черно-белая кассета. Все. Там есть- Ракета, она под... Все, вижу ракету, она взлетает. Преподаватели. Раз, два, три. Что там, под крылом, под крылом Самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Молодцы. Студенты. Раз. Пусть Два. вот это... О, зеленого... Ну там вон в самом левом углу машина. Так она Такси. пожарная какая-то, вообще не такси. Что? Где? Нет, такая зеленоватая. Покажи вот. мне, разве это такси? Это не такси, это просто... А там, ну как Это сказать? машина. А вы докажите, что не такси. Ну какая-то она вообще не похожа на такси для меня, это желтенькая. Да, конечно, можно поближе подойти. Студенты, раз, В смысле? два, Телефон. телефон, два с половиной. Катя, возьми телефон. Это он. Это про он звонит. Преподаватели. Можно там робот есть, робот, этот, тату. Я люблю, мы так хотели, Можно. полетели. Студенты, раз, Студенты ничего не видят. два, два с половиной, Вон там вот рюкзак есть. три. Преподаватели. Ура! Подожди, поем дальше, если вам есть чем ответить. Давайте. Ну что? Раз. Сейчас. Нет. Мы знаем Два. песню? Смотрите. Наш там есть- паровоз вперед летит, в коммуне остановка. Вот паровоз. Другого Да. нет у нас пути. В руках А не у нас вырывайте вперед. винтовка. Супер, студенты. Карусель, карусель, начинает рассказ. Прокатись на нашей Карусели. карусели. Классно, преподаватели. А про платье пели? Белое платье, я счастье надела, все вот. Сейчас покажу платье, подождите. Я сорочку только Зачем вижу. ты это Платье. сделал? Всё Надела классно, платье классно. белое. Окей. Луна не знает пути, но летит к этим Да. звездам. Луна не знает, Да. Пути. откуда это сверление. Уберите участника конкурса, который пытается вклиниться в наш вокальный... как? Ладно. У меня уже словарный запас. Так, подождите, вы спели, преподаватели. Поехали.
Лица стерты, краски тусклые. Вон там марионетка похожа. То ли люди, то ли куклы. Или что это такое? Взгляд похож на взгляд, а тень на тень. Макс, я знаю, давай. И что вы поете-то? И я устал и отдыхаю. Ну, про куклы. А там слово кукла уже было в вашем исполнении? Лица стерты, краски тусклые. То ли люди, то ли куклы. А, все, простите. Поехали, Там студенты. машина. Я сяду в машину, поеду по серпантину. Супер. Там не Преподаватели раз, два, 15 человек на сундук мертвеца. И бутылка рома, йо-хо-хо! А вы сейчас про что? Про сундук? Сундук, да, все отлично. Студенты. Все, что у нас осталось, это фотографии в руках. Есть такая песня, да? Есть. Вам можно верить? Трил-пил. Прекрасно, преподаватели. Можно Я вам говорить верю. прямым Преподаватели раз, два, 2,5, 3. Вы поете. Идем дорогой ровной, дорогой непрямой. Заветных 3. Там дорога есть, дорога. А, все, вижу дорогу, да-да-да, идем дорогой ровной, дорога, ну вон там, по которой машина едет. Преподаватели раз, два, 2,5. Вот я купаюсь в извилистой речке, чувствую сильные А где река? руки отца. Где речка-то? Где река? Овечка! Овечка, не речка. Всё, 2,5, 3. Поете? Девочка с картинки. Мне так нравится. Мы про фотографию пели. Вот эта фотография, вот картина. Что, девочка с картинки? А можно другую? Давай. Фотография 9 на 15. А про фотографию уже пели. Если Ну, девочка с картинки, да, защитным преподавателем, вам есть чем ответить? Да. Темная ночь, только поле. Темно же там? Да, ночь, ну, как бы за окном видно, что луна, да, темная ночь. Ну и... Нет, Про ночь. Студенты раз, Кораблики. У группы БИС была песня про кораблики. Про кораблики мы уже пели. 2,5, Паровозик, это поговорка типа, или как он это? 3. Неважно. Вам есть Твое чем? окно на 5-м этаже, туда, где луна. Окно, да, Про действительно. окно мы поем. Студенты, вам есть чем ответить? Раз, два, 3. Вот, в общем, балерина в белой пачке, руки к небу. Короче, здесь заяц, но заяц, который балерина. Ага. Вот, балерина в пышной пачке. Ладно, классно. Итак, преподаватели, отвечаем. Раз, два, 3. По итогам этого конкурса можно уже сказать, кто набрал больше баллов, да? По итогам этого конкурса вы еще не скажете. Ну так ладно, ничего, ребят, мне кажется, хватит уже выискивать. Да. Уже прям видно, что с трудом вам это дается. В любом случае, вы большие молодцы. Это такой командный конкурс был. Следующий, причем, следующий тоже будет командный. Поэтому я вас прошу далеко не отходить. Кто... А, вы там между собой, да? Совещание, да, Может быть, команде. есть желающие начать первым этот конкурс? Преподаватели. Уступим Уступаем, да. старшим. Давайте. начнем. Лиана пошла прятаться, значит, да, а Евгений, как сказать, давайте. Следующий конкурс, сейчас я посмотрю. Что вам нужно... А где коробки? О, спасибо большое. Собственно, коробку. Вам нужно выбрать одну коробку, но пока ее не открывать. Берите, Евгений. Она можно присесть нашей команде, да? Ну, как вам удобно. Если хочешь присесть, да, пусть пока стоит здесь. Вот вы... Чего? Это не то? Что сделать надо? Нет, Говори. все нормально, мы все Пусть поняли. садятся. Вы можете говорить, все хорошо. Вы присаживайтесь. Эта коробка для вас. У вас есть ровно 1 минута времени, чтобы, во-первых... Нет, подожди, я сама посмотрю. Чтобы открыть эту коробку, доставая оттуда различные предметы, вы пропеваете строчку из песни, в которой есть название этого предмета. Чем больше вспомните песен, тем лучше. Каждая песня – это 1 балл, который засчитывается в вашу копилку. На одну песню можно, на один предмет можно несколько песен, хотя предлагаю вам сначала пройтись по первому кругу, потом, может быть, по второму, как вам удобно. В любом случае, у нас секундомер будет на экране.
Вы готовы? Да. Мы готовы тоже, поэтому держите коробку, вот как вам, я не знаю, поставите на пол, присядете. Стоп, я даю... Открывается, все хорошо. Я даю старт, задание понятно. А что, куда мы ее поставим? 1, 2, 3, поехали. Итак, первый предмет. Господи, что это? Валенок, носок. Валенки да валенки. Ой, это не Шиты старенькие. Нормально. Быстрее, вы что, время-то идет? Да бросайте. Это медведь? Это кто? Это из Симба, короче. Нормально. Так, у нас обратно. Помада. Красная помада, как тебе я рада. У меня 2 дочки, поэтому я знаю эту песню. Я не знаю, есть такая песня или нет. Есть группа лицей. Колокольчик. Колокольчик в твоих волосах, и колокольчик в твоих волосах споет соль диезом. Все, хорошо, есть такая песня. Духи. 11 секунд, быстрее, поменяйте предмет. 7 секунд. Давай. Очки. Морская черепашка по имени Наташка. Что-то с очками из Китая. Да, все, стоп. О, господи, даже я волновалась, мне кажется, больше, чем вы. Сколько у нас итого? 4, 5. Да, 5 песен в копилке команды Акмулинцы. Это преподаватели. Можете собрать все в вашу коробочку. И следующая коробка для вас, пока ее не открывайте, Максим. Задание вам понятно, вы знаете, что нужно делать. Я даю команду, и вы... Да, и вы Просто посмотрел, как открывается. стартуете. 1, 2... Можно поставить, да? Конечно, поставить можно. 3, поехали. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Яблоко. Это не то. Что? Яблоко на снегу. Это крем. Да, яблоки. Яблоки на снегу. Зайка моя, Я твой зайчик. Солнце, Ложка. ложкой снег мешая, нож чуть большая. Давай. Замок, ключ. Ключ, замок. Гвоздь. Это ручка. Блин, Это ничего не дало. Напиши хоть строчку. Что-то там. Зеркало. Зеркало. На мне цепи на шее поцелуй. Сова. Птица. Птичка моя, я твой птенчик. Скотч. Скотч, не знаю, ключики. 8 секунд. Замок, ключ, зеркало, ручка. Сердце на замок. Есть такое что-то песня? Запри все чувства на замок, но тщетно все. Давай наше зеркало. Да все уже. Отпусти. Все. Минута прошла, но у меня ощущение небольшое, что вы чуть больше угадали, но это не точно. Знает наша команда, которая подсчитывает все баллы. Вот здесь вот у меня подарочки, которые я скоро вручу победителям, пока забираете коробку. В любом случае, вы большие молодцы. Всем тем, кто смотрит нашу онлайн-трансляцию, во-первых, я хочу сказать, что буквально через несколько минут мы подведем конкурс от Салавата Талгатовича Сагитова. Напомню, что в самом начале он дал затравочку, начало истории, связанной с ним и с его студенческим временем. Продолжение истории должны были придумать вы, ну, либо предложить свою оригинальную версию. Мы услышим, что было на самом деле в его студенческие годы, как продолжилась эта история, чем она продолжилась и закончилась. Ну, а выберем победителя также среди вас по оригинальным интересным ответам. Я хочу сказать, что еще один конкурс в группе ВКонтакте Департамента воспитательной работы запущен. Спонсоры этого конкурса — национальный фастфуд в Уфе, первый национальный фастфуд Айбат Халяр, квесты в реальности Пандора и магазин комиксов на Кибертроне. Вот подарки именно от этих замечательных компаний вы можете получить, поэтому переходите, участвуйте, а пока группа Light Again. Вы не устали еще? Надо танцевать, ребят, прям надо. Однажды он сказал: твой полет всего лишь сон, и ты летать
стал таким, как он, и по земле ходить научился, как ребенок. Ты на все не мог забыть той прозрачной высоты и лететь по белому свету, став одним движением ветра, лететь куда-то вдаль и не думать, как приземлиться, а у птиц свободе учиться, оставив все то, что жаль, и лететь по кривым и почти не стал мечтать, но только чей-то крик вдруг позвал летать, и поднял ты глаза в высоту, где облака плывут, там люди в ней, небеса, и тебя с собой зовут. Полететь по белому свету, став одним движением ветра, лететь куда-то вдаль и не думать, как приземлиться, а у птиц свободе учиться, оставив все то, что жаль, и лететь по белому свету, став одним движением ветра, лететь куда-то вдаль и не думать, как приземлиться, а у птиц свободе учиться, оставив все то, что жаль. По белому свету, став одним движением ветра, и не думать, как приземлиться, а у птиц свободе учиться. Сказал. Пока хочу сказать, что еще один конкурс запущен в группе ВКонтакте Департамента воспитательной работы. Спонсоры этого конкурса зоопарк «Лесное посольство». Если у вас есть дети, вам будет безумно интересно. Игры виртуальной реальности, Анвио или Анвио, ну да ладно. Настольные игры в клубе, магазине «Огненный шар» тоже ждут вас. Подарки можете выиграть от них, отправляйте в группу ВКонтакте. Там что не пост, то конкурс. Вот что я знаю.
праздничное настроение, собственно, и там, и здесь, и она всюду. Причем, знаете, судя по сообщениям, которые мне приходят в социальные сети, в мессенджеры, огромное количество выпускников педагогического университета смотрят нашу онлайн-трансляцию, поэтому всем выпускникам от меня огромный приветище. Что, вы готовы узнать, кто из вас победил? Конечно. Как вы еще думаете, поиграем? кто из вас? Еще сыграем? Можно по кругу. Слушайте, мне кажется, мы сыграем буквально вот, ну, через годик, потому что ничего не изменится. Алла сакласын, как говорится у нас, как говорят в Республике Башкортостан. Надеюсь, что все-таки мы увидимся на площади Акмулы. Ну, а пока Лиана говорит, пусть выиграют студенты, сегодня их день. Вы тоже считаете, что вам нужно выиграть, да? Потому что сегодня Ну, ваш день. конечно, должна победить дружба. Но у вы нас что? есть баллы, и от них никуда не денешься. Их я озвучу совсем скоро. Ну а пока хочется сказать, что ректор Салават Талгатович Сагитов в начале нашей тусовки задал историю. Продолжение этой истории нужно было написать в нашей группе ВКонтакте, о которой мы говорим сегодня весь день. И прежде чем мы посмотрим реальный ответ, мы хотим выделить человека с оригинальным ответом. Зовут ее Ленара Тимербаева. Ее выбрала наша независимая экспертная группа. Ленаре Тимербаевой, надеюсь, что она не родственница кого-то из членов независимой экспертной группы. Они говорят, нет, я вижу. Я вам верю. Не дай бог, говорят, они вот так сидят там, чур меня. Нет, Ленар, не в обиду. Вообще любовь вся наша к тебе и зависть белая, естественно, потому что Ленаре достается зачет автоматом от ректора. По любому предмету мы тебе аплодируем. Ну и сувенирная продукция педагогического университета с тобой обязательно свяжется и скажет, как ты сможешь забрать. А мы сейчас сможем посмотреть реальный ответ, да, в эфире? А мы не сможем, да? Ну все. В общем, сейчас вы смотрите реальный ответ. Что было с ректором дальше? Ну тогда не с ректором, тогда со студентом Салаватом Сагитовым. Слава богу, черенок никому не оказался не нужен. Все стреляли и не поворачивались с заряженным автоматом. Но в других группах, говорят, было так, что один парень повернулся, ну, уже с пистолетом в сторону еще одного офицера и, нажимая на курок, говорил, а у меня осечка. Вот это было, наверное, страшно. Но у нас было все хорошо. К сожалению, вот вы это слышали, а мы нет. Я обязательно пересмотрю эфир только ради этого фрагмента. Что было дальше с Салаватом Сагитовым, Салаватом Талгатовичем. Теперь знаете вы, теперь знают все. Это классно, что сегодняшний день, во-первых, открыл нам по-новому человека, который руководит самым лучшим вузом нашей республики, без ложной скромности, хочу сказать. Мы сегодня узнали, с другой стороны, возможно, кого-то из команды преподавателей. Евгений, я про вас говорю, вы просто вообще супер. Я не знаю, может, вы, конечно, всегда такой, но вы сегодня герой нашей вечеринки. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Я говорю, если бы возможен был приз зрительских симпатий, он достался бы вам. Но все-таки нет, он достается вам, вас поцелуют все девчонки, которые участвуют в конкурсе. А пока можно вас попросить выйти команды обе ко мне? Причем, да, кстати, в нашей группе ВКонтакте, вот мне здесь пишут, никто не отгадал, каким реально был финал истории, но поэтому мы выбрали оригинальный ответ от Ленары. Итак, две команды соревновались сегодня. Вы гордо представляли команду преподавателей Башкирского государственного педагогического университета. Это акмулинцы, они заслуживают аплодисменты, команда акмулинцев. Ну давайте поаплодируем, да. И команда студентов «Умник» Макс и две умницы, так они себя именовали. Ну что, победитель сегодняшнего турнира, сегодня в нашем квартирнике в Акмулинском. Победителями становится команда
Господи, здесь барабанная дробь, я не знаю, что еще происходит в этой студии. Команда студентов! Вы лучшие, вы классные, все сегодня ради вас и для вас. Я знаю, что вот в этом конверте больше денег, то есть в этих конвертах, поэтому они достаются вам. Здесь поменьше, собственно, но тем не менее вы счастливы. У вас есть буквально несколько Днем секунд, студента, да, ура! чтобы поздравить всех с праздником, Евгений. Давайте, дорогие студенты, поздравляю вас всех с Татьяниным днем, с днем рождения университета, с днем студента. Вот. Желаю, чтобы вы были жизнерадостными, такими адекватными, интересными. И давайте еще скажем, и, наверное, с долей авантюризма, который присущ студенчеству. Ура, браво! Кристин. Карьерного пути вам, успехов в творческой жизни вашей. Дорогие студенты, возвращайтесь к нам скорее, мы очень за вами скучаем. Ура! Пути-пути! Ребят, надо поздравлять. Своих же поздравляем. Кто первый? Ребят, Ирин? тогда хочу поздравить нас с вами с праздником, и я хочу, чтобы мы всегда оценили то время, когда мы проводим в университете, чтобы каждый побывал на этой прекрасной сцене, будь то студенческая осень, студенческая весна, и классно провели время, подружились со всеми, завели много классных и интересных знакомств, и всегда были веселыми и здоровыми. Я от себя лично хочу пожелать всем студентам Акулинского университета достигать все свои цели, которые перед вами стоят, и исполнение всех желаний. Вот. И всего самого наилучшего. Хочу пожелать, чтобы мы скорее все встретились в нашем любимом университете, в нашем любимом концертном зале. И пусть он всегда будет украшен вот так красиво, как сегодня. Легкой сессии всегда. С праздником! Ура! Ура! Я поздравляю победителей сегодняшнего турнира. Я поздравляю тех, кто считает, что главное участие всех студентов лучшего вуза. Я сказала об этом уже 100 раз, но я не перестаю говорить об этом всю свою жизнь. Лучшего вуза нашей республики, педагогического университета. Я поздравляю с этим супер классным праздником. В следующем году вы отмечаете 55-летие вуза. В этом году вы отмечаете 190-летие Мифтахиддина Акмуллы. Я знаю, что 2021 год откроется для вас мероприятием, большим массовым мероприятием, в том числе, надеюсь, и с вашим участием. Это университетский форум студенческих объединений 2021. В общем, жизнь продолжается, и то, насколько она будет яркой, классной, насыщенной, зависит только от вас. Но и, как сказала ректор университета Слава Талгатович Сагитов, студенческие годы – это реально лучшие годы в жизни, могу я теперь сказать, с высоты своего полета. Вы со мной согласитесь однозначно. Короче, вы крутые, вам воздушные поцелуи. Наша вечеринка не заканчивается. Группа Light Again продолжает петь. А вы что, думаете, домой пойдете? Нет, танцевать, всем танцевать! С праздником, ура! Спасибо. Digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and trouble like gypsies in the night. I bought a home we wait for, so wanna tear it down. The pocket on the boxes, help us to next to running. 'Cause I've got memories and trouble like gypsies in the night. I've got no roots, but my home is never on the ground. I've got no roots, but my home is never on the ground. I've got no roots. I've got
Gotta keep my hands on myself. Taking just a move, putting back all on the shelf. 'Cause my little baby girl is in me. On the corner, on the left out. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. It's 1986 now, might be over now, but I feel it still. Got another mouth to free. Little baby, baby, see the mama go the crazy girl. Gonna breathe the foreign leaves. I'm a corner, not the left out. Ooh, I'm a rapper just for kicks now. It's 1966 now, might be over now, but I feel it still. It's 1986 now, might be over now, but I feel it still. We can find rival peaks. Giving to the easy, living, go back to my hopes and dreams. Stop living for my enemies. We go back to the one who walks me down. Some don't give a little tips, give it the middle more. Till we go, follow me. I'm a rebel just for kicks. You love and send my peace for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. It's 1966 now, might be over now, but I feel it still. Just for kicks now. It's 1996 now, might be over now, but I feel it still. But I feel it still. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk these empty streets on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone.
don't know where it goes, but it's only me and I walk up. My shadow's only wander well beside me. My shadows are the only thing that beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. Yeah, 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 yeah. Спасибо. Ну, сейчас будет песня поспокойнее. Sting, Fields of Gold. Поехали. Where the west wind moves upon the fields of barley, and you can tell the sun in his jealous sky as we lie in fields of blue. And so she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as he hair come down among the fields of blue. And will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And we'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of blue. Like I love a soul upon the fields of barley, and feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of blue. I never made a promises lightly, and there have been some that are broken, but I swear in the day still happy walking fields of good, and we walk in fields of good. Day among the fields of barley, and see the children run and the sun goes down among the fields of good. And you remember me when the west wind moves upon the fields of barley, and you can tell the sun in a hill still is sky walking fields of good. And when we walk in fields of good, and when we walk
Движемся дальше. Песня собственного сочинения. Группа Матур. Поехали. Yazın mağdur günlerinden Işratımın koyaş kırık senin koraşlı Nurlar sipken gözlerinden Elindireler benim başımdan Selam deyip sana dinledim Hem cevabın küttüm esin başınaydı Yanımdan gittiydi Korale minga sen gittiydi Yalnız kaldım Aptırap Karimin 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 singar Senin gemli günlerinden Işrattım seni kabat yılga boyunda Nurlar sipken gözlerinden Benim uyumda her şak uyumda Evletiyim sana bilektim Her cevabın küttüm esin başınaydı Yanımdan gittiydi Korale minga sen gittiydin Yalnız kaldım Aptırap Karimin 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 singar Рустам Хакимов, группа Light Again, студенты, преподаватели и все вы, друзья, классные, наши любимые, дорогие зрители, вас с праздником, с Днем российского студенчества, и спасибо, что все это время были вместе с нами. Вы лучшие! Ура!